Дорогие друзья, я сделаю небольшое вступление. С утра в Москве достаточно сложно бывает собрать и преподавательский, и профессорский, и офицерский, и чиновничий состав, и экспертный состав. Поэтому давайте отнесемся с пониманием к нашим коллегам, к нашим друзьям, которые по ходу начала нашей дискуссии будут к нам присоединяться. Дискуссия у нас сегодня затянется, скорее всего, на 2,5 где-то часа. У нас заявлено большое количество выступающих, и у нас сегодня из 3 регионов предполагается прямое подключение по проблеме нашего сегодняшнего круглого стола. Я напомню, что заявленная сегодня тема – это проблемы профориентации молодежи в регионах, роль местного самоуправления и гражданских структур. Естественно, что в данном, скажем, гладком, формализованном названии круглого стола спрятаны более глубокие смыслы, более глубокие проблемы. Я хотел бы на них сейчас чуть-чуть остановиться в своем вступительном слове. Дело в том, что когда мы говорим о строительстве единой гражданской российской нации, мы понимаем, что достижение этого единства осуществляется во многих плоскостях, и в гражданском, и в информационном, и в культурном, и в общественном, и в том числе в образовательном. То есть здесь встает вопрос, насколько равными возможностями наделены сегодня представители молодежных сообществ в разных регионах России. Насколько равны их возможности в плане реализации собственного потенциала. Могут ли они на равных друг с другом конкурировать за места в лучших вузах страны? Может ли парень или девушка из сельского региона реализовать свою мечту в получении достаточно высокого профессионального образования для того, чтобы свой потенциал поставить на службу российскому обществу, российскому государству? Не существует ли каких-либо препятствий бюрократических или информационных, или логистических в возможности молодежи получить хотя бы сначала информацию о том, какие существуют возможности по поступлению в ведущие вузы страны? Достаточно ли в полном объеме перед молодыми ребятами в регионах развернута информация о существующем богатстве выбора, скажем, на рынке образовательных услуг Российской Федерации? Даже если он получил информацию, достаточное представление о том, в какой вуз он хотел бы поступить, какие проблемы перед ним встают. Это, во-первых, возможность достойно сдать ЕГЭ. Во-вторых, возможность хотя бы, если он не проходит через конкурс, из-за того, что все-таки сильный уровень молодежи в столицах, может ли он претендовать на какие-то целевые места? Как решается вопрос с распределением целевых мест по регионам? Каким законом он регулируется? Какими структурами он регулируется? Что сделать молодому парню, который жаждет попасть, как Ломоносов, скажем, в московские, в питерские университеты, но при этом понимает, что, допустим, недостаточен уровень его образования, но он готов день и ночь не спать за книгами и показать очень высокий уровень своего старания, рвения после поступления. Мы сегодня пригласили к дискуссии представителей самых различных структур. Это и профессора московских вузов, это и учителя, и руководители учебного процесса в московских школах, это и студенты вчерашние, и руководители молодежных организаций, это и представители ГУВД, для того, чтобы мы могли обсудить, с какими проблемами сталкивается сама же молодежь, приехавшая в Москву, или какие проблемы она порождает в тех городах, которые ее принимают на вузовских площадках. Я думаю, что сегодня сложится очень интересная дискуссия, потому что кроме заявленных выше проблем, мы подготовили несколько интересных моделей, на которые хотели бы акцентировать свое внимание. Модель, скажем, самостоятельной активности молодежи в плане расширения возможностей по поступлению молодежи из регионов в ведущие вузы страны. Я бы сейчас хотел предоставить слово первому
значит, профессору, декану факультета маркетинга Российской экономической академии Асали Магомедалиевичу Асалиеву для того, чтобы он, ну, вкратце хотя бы обрисовал картину хотя бы по своему вузу о том, насколько большой наплыв молодежи из регионов в его вузе наблюдается, какими путями молодежь поступает в этот вуз, то есть через открытый конкурс по целевому набору, и с каким, скажем так, наиболее стандартным набором проблем сталкивается и сам вуз, и сама молодежь после того, как она садится за студенческую скамью. Спасибо большое. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Российский экономический университет имени Плеханова, являюсь деканом факультета маркетинга. И вот последние 4 года являюсь председателем приемной комиссии факультета. И хорошо, наверное, владею теми проблемами, которые сталкивается наша молодежь при поступлении. Во-первых, хотелось бы сказать, что независимо от многих недостатков ЕГЭ, сейчас у любого молодого человека есть возможность, сдав в своей школе в любом регионе нашей необъятной Родины, поступить в любой вуз по тем баллам, которые они набирают. Если говорить про наш университет, вот в прошлом году я могу привести пример именно по нашему факультету. У нас было по направлению реклама и связи с общественностью, это 290 баллов из 300. Ну, как вы понимаете, очень высокий балл. И по направлению мы готовим 2 направления на нашем факультете: реклама и менеджмент. Менеджмент после 2-го курса выбирает профили маркетинг и логистика. Вот там у нас было 260 баллов. Кроме по результатам ЕГЭ, ну, естественно, есть возможность поступления на платной основе. Таких у нас очень много. И целевые места, как Руслан говорил, тоже есть, они заказываются. И сейчас немножко даже упрощен ситуация с целевыми местами. Любая организация, любой муниципалитет или государственный орган имеет право и могут заказывать целевые места, направлять по целевому набору. Единственный недостаток в нашем университете, мы вообще-то очень хотим, потому что набирать из регионов, я знаю, что и при собеседовании с абитуриентами мы сталкиваемся, очень сильные ребята идут из регионов, не только Москва и Московская область. Вообще очень сильные. Вот ребята есть в регионах, абитуриенты. И вот такая у нас проблема в университете – это общежитие. Вот места в общежитии у нас 1 корпус, места в общежитии ограничены. И мы каждый год выделяем где-то 200 мест по рейтингу баллов, выделяем только для 1-го курса. Ну, я надеюсь, в этом году уже завершился присоединение Российского государственного торгово-экономического университета к нашему университету. И часть площадей, которые освобождаются на Смольном и других местах по городу, может быть, мы попробуем тоже как бы переоснастить, переделать в общежитие. С чем дальше сталкивается? Мы еще, наверное, в конце еще поговорим. Я коротко хочу сказать. Особенно студенты, которые приезжают с наших южных регионов, с наших Кавказских республик. Во-первых, адаптация. Вот я очень много этим занимаюсь. У нас очень много студентов из Кавказских республик наших. Во-первых, есть и их много очень прекрасных ребят, которые учатся, которые хорошо учатся, которые дальше и хорошо устраиваются на работу. Возникают проблемы адаптации. Вот я бы хотел обратиться, во-первых, я этим постоянно занимаюсь, независимо от национальности и так далее. Постоянно занимаюсь вот проблемами наших ребят.
адаптация их, вот люди немножко не привыкли, некоторые ведут себя вот иногда осознанно, а многие, это подавляющее большинство, просто не знают, как вот в какой-то такой обстановке себя вести и так далее. Вот хотел бы, пользуясь сегодня случаем наших молодежных организаций, чтобы мы продумали вот какие-то мероприятия, чтобы работать с нашей молодежью. Есть, которые, я не знаю, почему они поступают, которые просто и хотят учиться, ну, таких очень мало, к сожалению, идут отчисления, вот такая трата времени. Ну, а кто хочет учиться, я говорю, у нас единственный, наверное, один из ведущих вузов в России, и наш вуз все время был ориентирован на подготовку специалистов практикоориентированных. Всегда Плехановка этим гордился, и сейчас мы эти традиции поддерживаем. У нас очень много преподавателей из практиков, которые мы приглашаем, и они с удовольствием идут, передают свой опыт. Вот буквально сейчас на нашем факультете по магистратуре идет курс лекций, это 24 часа. Ликсутова Максима Станиславовича, зама мэра Москвы по транспортной логистике. Очень интересные лекции, и где-то половина аудитории занимают корреспонденты, специалисты по транспортной логистике и так далее. Много практиков из банков. У нас студенты, хотя от этого у меня, как у декана, возникают проблемы, потому что очень плохо посещают 4-й курс занятия. После 3-го курса у нас почти 100% ребят уже работают в хороших компаниях и сразу идут на такие зарплаты, но я знаю, что выше, чем у меня, как у декана. Вот. Ну, нас это радует. Я думаю, мы еще вернемся к нашим этим вопросам, пока коротко вот так. Спасибо большое за очерчивание круга проблем, Салим Агамедович, и для молодежи и проблемы, и возможности открываются, я знаю. Я в нарушение как бы традиции старшинства, я бы сейчас хотел предоставить слово нашему молодому коллеге Кантемиру Хуртаеву, учитывая, что у него сегодня эфир на Первом канале. Вот. Смутил молодого коллегу, нашего друга. Кантемир начинал работу на общественном поле и очень ярко заявился именно на проекте Союза студенческих землячеств города Москвы, который объединял молодежь из различных регионов, различных национальностей. Сегодня этот проект вырос до размеров всероссийской организации, Всероссийский межнациональный союз молодежи. И я бы хотел, чтобы Кантемир поделился с нами своим опытом и тем кругом проблем, которые ему приходилось решать, объединяя на площадках московских вузов молодежь из различных регионов, различных национальностей. Спасибо большое. Руслан, спасибо, что пригласили. Для начала я бы хотел сказать непосредственно про тему нашего круглого стола, профориентация молодежи из республик Северного Кавказа. Это действительно очень такая серьезная проблема, многогранная, многоаспектная. Почему? Потому что на Кавказе высшее образование до последнего времени выполняло функцию своего рода социального презрения. Почему? Потому что в условиях той, скажем, криминогенной там обстановке вопросы качества образования уходили на второй план, и задача стояла как-то просто вот дать какое-то занятие молодым людям, воздействовать на их мировоззрение, на, там, я не знаю, какое-то миропонимание, и здесь их профессиональные навыки отходили на второй план. Очевидно, что сегодня наступает новый этап, там ситуация более-менее стабилизировалась, это уже не 90-е, не начало 2000-х, да, что бы ни говорили, как бы там ситуация с этой террористической активностью там не менялась, но это уже не то время, да. И здесь, конечно, возникает большая проблема, как сделать, как вот изменить вот эту систему, которая сложилась на протяжении последних 20 лет.
Что касается ЕГЭ, это действительно хороший инструмент, который позволяет молодежи из глубинки поступать в ведущие вузы нашей страны, получать там образование, но он имеет действительно много недостатков. Недостатки связаны, во-первых, с подтасовкой ЕГЭ. Как правило, ЕГЭ не является свидетельством какого-то знания или образования молодого человека. Мы все знаем, как можно делать это ЕГЭ. Но здесь и другая сторона. Вот ведущие вузы страны, как у нас сейчас сказал уважаемый профессор, проходной балл 290 баллов. Ну, невозможно туда пройти обычному человеку. Надо быть вундеркиндом 7 пядей во лбу, чтобы вот такой балл набрать. И, конечно, когда ставят такие завышенные баллы, молодые люди, там, ну, не молодые люди, их родители, они там не то что вынуждены, но пытаются как-то, значит, сделать себе такой балл, не всегда своим умом, скажем так. Поэтому здесь действительно и вузы ведущие, которые якобы открывают двери для всех желающих, они устанавливают какие-то свои барьеры, и все равно эти возможности они не одинаковы для всех. Потому что выпускник московской школы и выпускник там какой-нибудь школы в селе на Кавказе – это два разных выпускника. ЕГЭ нуждается в совершенствовании как с точки зрения контроля за ее сдачей, там, так и там, прочих процедур. Еще ЕГЭ имеет и другую сторону. Оно обескравливает регионы, потому что огромное количество молодых людей массово уезжает вот из периферии в большие города. И таким образом у нас и возникает вопрос на периферии. Например, после введения ЕГЭ, ну, мы все знаем, в Москве количество иногородних иностранных студентов выросло в 3 раза. В 3 раза. Это вот с 2007, по-моему, это началось. Обострились, соответственно, проблемы, связанные с адаптацией приезжей молодежи, особенно с регионов Северного Кавказа, государств Закавказья, проблемы межнациональных отношений и так далее. В связи с тем, что количество студентов резко выросло. Именно вот после обострения этой проблемы мы вот как-то при поддержке правительства Москвы озадачились вопросом, связанным с адаптацией приезжих из республик Северного Кавказа в больших городах, в частности в городе Москве. И была создана наша организация, первая, да, 1 декабря 2009 года, Союз студенческих землячеств, перед которой была поставлена задача это содействие адаптации приезжей молодежи через развитие в образовательных учреждениях интернациональных структур студенческого самоуправления, то есть всяких клубов межнациональной дружбы, палат национальности, там, совет землячеств. Но не во всех вузах, значит, эта форма приветствуется, одобряется, где-то вот с настороженностью, даже более чем с настороженностью, например, Плехановская академия, там, как огня от этого. Значит, я пару раз приходил, общался с помощником проректора, начальником воспитательной работы. Там когда-то была палата национальности, но она имела негативный опыт, и после этого объективно можно понять, что нет большого желания. Сегодня говорят, что у нас одна национальность – это студент, но это везде так. Везде одна национальность, студент, но вопросы профилактической работы, связанные с развитием межнационального взаимодействия, сближением молодежи разной национальности, воспитанием гражданской идентичности. Это постоянная работа, которая должна вестись как залог профилактики асоциального поведения, этноэкстремизма и так далее. То есть это то, что должно делаться вне зависимости ни от чего. Если есть драки межнациональные, нет, работа по воспитанию гражданской идентичности, развитию межнационального взаимодействия должна вестись во всех образовательных учреждениях, потому что это основа формирования вот гражданина Российской Федерации как государства, многонационального государства, в котором проживает более там, 150 различных национальностей и так далее. У нас существует множество там проектов, но они все главным образом направлены не столько на профориентацию, сколько именно вот на гармонизацию межнациональных отношений и вот воспитание этой гражданской идентичности. Что касается профориентации, это гораздо сложнее, потому что ну, в рыночной экономике основное решение о трудоустройстве принимает работодатель. Тут ну, никак на него нельзя повлиять. И в этой связи существует практика трехсторонних различных контрактов, когда, например, при посредничестве государства какие-то крупные компании, корпорации, вуз и плюс ребята с регионов, да, специально создают такие социальные возможности, заключают трехсторонний контракт о том, что, допустим, работодатель оплачивает ему обучение, он учится, после окончания идет работать на предприятии. То есть вот эта форма как бы контрактов, форма трудоустройства, она в принципе в зачаточном состоянии существует, такие практики есть.
крупные агрохолдинги этим занимаются, там с Орловской, с Краснодарской, там, ну, по всей стране практически, там, ребят с деревень, прям талантливых, дают им возможность получить хорошее образование, потом берут на работу. Это очень такая положительная практика. Я думаю, вот в этом направлении, в том числе на Северном Кавказе, можно было бы существенно поработать там, с участием глав руководства республик, там, предприятий, которые имеются, в том числе на Северном Кавказе, предприятий, которые имеются здесь. То есть найти сначала пул заинтересованных предприятий, которые готовы были оказать такие социальные возможности. В конце концов, задача любого предпринимателя найти профессионала, и в этом заинтересованы все. То есть вот найти пул, там, договориться с руководством республик, затем уже пойти там, в села, там, города, и вот в этом направлении как-то поработать. Вот такая моя точка зрения. На этом все. Спасибо большое, Кантемир. У меня вопрос. Меня заинтересовал этот пример про трехсторонние, значит, возможности, чтобы создать ситуацию, создать модель, при которой молодые ребята могли бы из деревень, из районов отдаленных поступать в столичные вузы. Я так понимаю, это в дополнение к тем целевым местам, которые… Да, это абсолютно не, как сказать… Целевые места это чисто так бы государственные, при поддержке государства выделяются целевые места, а это там государство просто как посредник, это такая форма, которая ее можно там сколько угодно, да, культивировать. Когда любое отраслевое предприятие может себе, значит, фактически целенаправленно взращивать будущее. Это не целевые места, они поступают на общих основаниях, но на контракт за него платят. Естественно, проходной балл ниже, и он может поступить. А целевое место это на бюджет, значит, понятно. Тоже при заниженном балле. Это дополнительные возможности, такой некий социальный купон. А это никаких привилегий. Насколько распространена эта практика? Она не сильно распространена, но она практикуется в этом направлении, ведется работа. Особенно вот я, так как также связан, преподаю в Тимирязевской академии, в аграрной сфере это сильно практикуется. Вот крупные агрохолдинги, там, при участии Министерства сельского хозяйства такие вот контракты реализуют. Ну не только агрохолдинги, я просто знаком с примерами агрохолдингов. Спасибо большое. Вы знаете, вот этот опыт очень интересен относительно того, что мы много лет говорим как о теоретической модели, которая существует в Японии, когда крупные корпорации, такие как Toyota, Mitsubishi, преднамеренно, целенаправленно, еще даже чуть ли нет школьной скамьи в начальных классах ведут ребятишек через школу, а потом через вузы и готовят себе фактически будущие кадры. Асалим Магомедович, вы хотели ремарку? Я не знаю, вот как мы строим сегодняшнюю нашу работу, можно ли или вопрос задать, еще чего-то. Но говоря вот про последний пункт, вот у нас, вот я могу сказать, на нашем факультете 17 договоров, это предприятия, которые заказывают, оплачивают студентам полностью всю и стипендию платят, и обучение. Но кроме этого мы сейчас развиваем другую очень интересную вещь. Вот на нашем факультете, это по моей инициативе, в этом году мы сделали, вот Росевробанк хотят около 100 специалистов-маркетологов набрать в банк на работу. И они не оплачивали им стипендии, вот, обучение не с первого курса. Начиная с 3-го курса, когда они уже увидели, какие ребята учатся, из кого можно, они сделали отбор и уже начинают оплачивать, уже начиная с 3-го курса или магистратуру. Вот есть и такие формы. Кантемир, тут некоторые, вот я хотел немножко проапеллировать некоторым вещам, то, что там, вот давайте мы после встретимся, чтобы ваша организация работала в университете. Я знаю, управление социально-воспитательное наше, она как бы, когда какая-то проблема возникает, тут же ко мне бежит, вместо того, чтобы постоянно работать. Я с вами согласен, мы немножко не дорабатываем в этом направлении. Ну, давайте мы поговорим на это. Говоря сегодня наша тема профориентация, вот я бы хотел, особенно у нас на Кавказе, все привыкли получать высшее образование.
Вот я приведу несколько примеров своего родного села. Я там каждый год несколько месяцев провожу, как получается возможность. У нас, наверное, село на одного, то есть на количество людей с дипломами, я не говорю с высшим образованием, потому что до высшего образования там далеко. Наверное, поголовно у нас в селе у всех есть дипломы о высшем образовании. И вот над этим нам надо работать. Платят огромные деньги, на самом деле не учатся, получают вот эти дипломы, и 99%, если не больше, не работают по специальности. Все с высшими дипломами о высшем образовании. Мне кажется, вот та практика, которая была в советское время, когда работали ПТУ, когда работали вот сейчас колледжи, которые готовят специалистов, очень сильно востребованы и зарплаты, самое главное, больше, чем у тех людей, у кого высшее образование, там токари, фрезеровщики. Посмотрите на заводах, одни остались специалисты в этих специальностях, те, которые уже в возрасте. Вот у меня один друг ищет сейчас высококвалифицированного сварщика, 1 000 000 рублей платит зарплату. И не может найти сверхточной там какая-то сварка, я в этом мало разбираюсь. Поэтому нам нужно работать и в наших регионах с разъяснением, что важно не только высшее образование получить, и потом сидеть с этим дипломом, ничего не делая. Очень большая востребованность на таких специальностях. Теперь, говоря там, что вот региона детям сложно поступать в Москве, потому что московские там или другие абитуриенты сильнее, я бы это не сказал. Вот есть разная ситуация. Опять же, на примере своего же села у нас была мощная школа, и мы каждый год 5-10 человек минимум поступали в Центральной России в вузы. Вот из моего выпуска нас 3 человека, Бауман учился, я в Плехановке, 1 в железнодорожном, 1 в МГУ в одно и то же время. Но сейчас это говорится о том, что качество образования в школах у нас безобразное. Я не говорю плохое, безобразное. Сейчас отличнику задаешь вопрос, 2 × 2, кроме 4, любую цифру называет. Но при этом есть прекрасные ребята. Я могу в университете, у нас сотни ребят с Кавказа назвать. Вот из Мискинджи парень есть. Я не считаю, что он один из сильнейших студентов в нашем вузе. Дербент, Махачкала, из Кабардино-Балкарии ребят. Я очень многих могу назвать. Все зависит, как ребенок подготовлен, как родители это захотели. Нам нужно сейчас родители, чтобы поставили в своих школах, в селе вопросы, как мы учим своих детей. К сожалению, вот. Теперь вы там сказали 290 баллов, баллы мы ставим, баллы не ставятся. Баллы вот рейтингуются. Те, кто как подали, вот среди них выбираются. Ну, у нас на рекламе просто 10 человек, поэтому там набираем на бюджет. Поэтому там такой огромный балл. Ну, наверное, пока все. Спасибо большое за ценные ремарки, за ценные замечания. Дорогие друзья, сегодня мы за 3 выступления уже заметили, что очень много проблем касается самих регионов. То, насколько там выстроен образовательный процесс, то, насколько там молодежь ориентируется именно на высшее образование. Это связано больше с престижем, с социальным статусом или с возможностью на самом деле реализовать свой потенциал. У нас есть уникальная возможность сейчас услышать эксперта и молодежного активиста из региона. Дело в том, что молодежный департамент Федеральной Лезгинской национальной культурной автономии недавно провел в республике серию круглых столов, причем на районном уровне, это предгорные, горные и равнинные районы, серию круглых столов с местной молодежью, с местными управлениями образования, для того, чтобы выяснить, какова ситуация на местах,
с профориентацией молодежи, с возможностью получения качественного образования сначала в школе, а потом поступления уже в столичные вузы. У нас сейчас, я так понимаю, на связи Магомед Алиев, руководитель молодежного департамента Федеральной национальной культурной автономии Лезгинской. И я возможность ведения дискуссии с ним передаю своему молодому коллеге Гусену Шахпазову. Добрый день еще раз всем. Магомед, слышишь ли ты нас? Видишь ли нас? Да, слышу, вижу. Ну, как уже Руслан здесь отметил, мы знаем, что вы провели целую серию круглых столов, как в районах Южного Дагестана, так и в Махачкале. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, добились ли вы успеха и достигнута ли была цель проведения этих круглых столов? И вообще объясни нам, какова была основная их цель и идея, вкратце, если можно. Потом другие вопросы зададим. Цель, конечно, была достигнута. То, что мы планировали проведение серии круглых столов, в частности в районах Дагестана, в которых далеко такие события редкость проведения таких мероприятий. На круглых столах были люди разных профессий, молодежи, руководители управления образований. Главная цель – послушать, посчитать все плюсы и минусы в сложившейся системе управления образования. Мы, как сказать, пришли к тому, что у нас в Дагестане, в частности в районах, профориентационная работа среди школьников практически не ведется. Не ведется как? Даже на каком-то уровне она не ведется. Есть практически в российских некоторых регионах управление образований, отделы по профориентационным работам. Когда на круглых столах я поднимал этот вопрос, таких даже отделов в районах практически нету, или вообще они первый раз об этом слышали. Второй момент, который мы проводили и слышали, главная проблема этого была ЕГЭ. Практически все члены круглых столов не были согласны с тем форматом, который проводится единый государственный экзамен. Мы понимали, что в свое время ЕГЭ должен был стать инструментом для того, чтобы вытягивать из глубинок ту молодежь, которая наиболее активна, и ту молодежь, которая наибольше знает. Но в том формате, в котором она сейчас существует, на всех круглых столах было обговорено, что она неэффективна. Главное, что предлагали на этих круглых столах, считаю, это то, что единый государственный экзамен должен быть по выбору. Потому что в том формате, который сейчас она существует, многие специалисты в этой части на круглых столах опасались, что после этого единого государственного экзамена, который будет проводиться в этом году, что практически 70% молодежи может остаться без аттестатов. Как бы эта цифра страшно не звучала, но это факт, это озвучивали. Магомед, а если честно, то почему? Что нового в этом году планируют провести, сделать, связанного с ЕГЭ? Знаете, как получается? Ни для кого не секрет, как она сдается. Я в 2013 году еще задал этот вопрос нашему первому заместителю образования Российской Федерации на одном из молодежных форумов про единый государственный экзамен. Тогда это было в августе месяце, и он отметил, что в этом году единый государственный экзамен в таком формате, в котором был он в прошлом году, не останется. Но, как мы видим, все осталось, кроме того, что теперь в каждой аудитории будут камеры. Мы привели, скажем так, коррупцию в школы. Коррупции, где не было, мы сейчас привели его и в школы с этим единым государственным экзаменом. И это надо признать. Это надо признать. То, что в прошлом году могли ребята, которые сдавали единый государственный экзамен,
но они имели право получить аттестат, то в этом году они лишаются этого, если они не смогут сдать этот экзамен. И практически, получается, вся эта молодежь придется поступать в политехнические колледжи, в КТУ, которые вообще и не развиты. Магомед, вот ты как раз затронул очень важную тему среднего специального образования. Об этом отчасти говорил и Асалим Магомедалиевич, о том, что вот сейчас все специалисты данного профиля, вот таких технических профилей, они в основном очень великовозрастные, да, и уже молодежь туда и не идет. Вот, и да, ну, да. Им кажется, что это не востребовано. А вот, насколько я знаю, на одном из ваших круглых столов был очень молодой парень, Бабаев, насколько я помню фамилия, да, токарь. Может, я могу ошибаться. Вот, расскажи, пожалуйста, вот, каковы твои впечатления от общения с ним? И, насколько я знаю, он доволен своей специальностью и работой? Честно говоря, когда мы начали круглый стол, я рассказал, что у нас в России есть 3 специальности, которые пиарятся на всю страну. Это работники банковского дела, экономисты и юристы. Когда я такое сказал, этот парень, Нажмудин, молодой парень, он встал и говорит: я горд, говорит, я работаю токарем, я этим очень горд, говорит. Я, говорит, ни от кого не зависящий человек, говорит. Мой труд, говорит, это мои руки, и то, что я зарабатываю, я делаю все своими руками, говорит. Когда мы послушали его, подняли эти вопросы, многие ребята, которые были на круглых столах, они говорили, что не осталось, как в советское время, той профориентационной работы, которая велась в то время. Любовь к труду угасает у молодежи. Главной проблемой всего этого получается родители, которые еще в школах решают за своих детей, куда им поступать. И после нашей встречи Нажмудин оказался и сам активным парнем. Он является еще представителем молодежного парламента своего района. Когда мы с ним обсуждали эту тему, как он пришел вообще к этому, он сказал, что когда окончил школу, после года, по-моему, после того, как он завершил учебу в школе, он посмотрел всю ситуацию, и он сам для себя выбрал. На него как бы воздействия со стороны родителей и окружающих не было, и он сам выбрал свою профессию. Вот и все. Спасибо большое за раскрытие перед нами проблем, существующих на местном уровне. Мы сейчас продолжим дискуссию, вернемся к Москве уже с пониманием того, как эта картина складывается на местах. Я думаю, что это касается не только Дагестана, но и любого другого региона и на Кавказе, и в Поволжье. Кстати, у нас сегодня будет возможность и по проблемам Поволжья тоже поговорить. Я бы сейчас опять хотел дать слово молодому нашему эксперту, очередному, это Султан Таганидзе. Дело в том, что Султан руководит молодежным комитетом по делам молодежи Российского конгресса народов Кавказа. У Султана тоже сейчас поджимает время в связи с выездом в Ростов. Мы бы хотели, чтобы Султан на своем уровне, на уровне своего опыта с молодежным сообществом кавказским в Москве обрисовал, как складывается картина с большим притоком кавказской молодежи в Москву. Спасибо. Спасибо большое за предоставленное слово. Хотелось поприветствовать всех присутствующих сегодня на данном мероприятии. Конечно, должную роль, должное место необходимо отдавать проблемам кавказской молодежи в Москве, потому как это сегодня пестрит во всех средствах массовой информации. По телевидению мы изо дня в день наблюдаем о том, как девиантное поведение кавказской молодежи, портит общую атмосферу в городе Москве. Но, тем не менее, хотелось бы посмотреть чуть более глубже на эти процессы, происходящие сегодня в обществе, и поставить вопрос немного иначе. Говорим ли мы сегодня о доступности образования как наполнения, как контента, либо о доступности корочки образования, да, грубо говоря. Безусловно, если говорить о втором, то это достаточно доступно и на самом Кавказе, и в Центральной России.
Что же касается качества образования, то действительно проблема существует в регионах. То есть в регионах качество образования – это вопрос, это проблема на сегодняшний день нерешенная, запущенная, скажем так, и действительно является одной из причин тех миграционных процессов, которые мы сегодня наблюдаем. То есть молодежь выезжает за пределы своего региона в поисках не только средств к проживанию, но и качественного образования. О качестве самой молодежи я тоже чуть позже хотел бы уделить этому внимание отдельное. Мы, Российский конгресс народов Кавказа, в частности Комитет по делам молодежи, занимаемся интеграционными, адаптационными процессами в молодежной среде. Нашей целевой аудиторией является, это, конечно же, кавказская молодежь, вне зависимости от национальной принадлежности. Кавказская подразумевается все жители Кавказа, Большого Кавказа, начиная там от абазин, заканчивая якутами, которые тоже там проживают, допустим, да, то есть вне зависимости от национальности. Эти молодые люди, приезжая в Москву, безусловно, на первых, вторых, третьих курсах, мы так называем, есть такой термин «нерастаможенная молодежь». Занимаемся именно такой молодежью, проблемами этой молодежи, профилактикой асоциального поведения. Совместно с ГУВД Москвы посещаем вузы, проводим встречи с такой молодежью. Вот недавно подобная встреча была при участии Руслана Курбанова, тоже в Институте нефти и газа, да? Где мы встречались с молодыми студентами. И хотелось бы сказать об одном. Как бы парадоксально это ни звучало от представителя Кавказа, но нас волнует вопрос не столько доступности образования в Москве, сколько качества поступающих. Мы выступаем против того, чтобы в Москву и в передовые вузы поступали молодые люди посредством коррупционных каких-то махинаций и так далее, потому что от этого страдает в первую очередь сам Кавказ, регионы становятся на колени, потому что не только имидж, а потому что молодые люди возвращаются и не специалистами, не квалифицированными сотрудниками, да, и от этого страдает в первую очередь регион. Молодые люди приезжают, конечно, безусловно, надо отметить, что огромный сегмент молодых кавказцев, будем так говорить, да, которые являются отличниками учебы, показывают высокие баллы, результаты, но есть же и другая молодежь. С этой молодежью мы пытаемся работать, и мы против того, чтобы из региона такая молодежь попадала в Центральную Россию, портила имидж Кавказа, как говорят вот мои старшие коллеги, и в то же время как бы создавался большой такой пробел в квалифицированных сотрудниках. То есть у нас сегодня есть недостаток в квалифицированных сотрудниках в регионах. И мы в связи с этим, значит, инициировали некий проект, который называется «Дневник студента». Российский конгресс народов Кавказа совместно с вузами будем работать с региональными отделами по работе с молодежью. Значит, мы получаем списки, статистику по посещаемости студентов, не по успеваемости, а именно по посещаемости. И если эта посещаемость неудовлетворительная, мы связываемся с региональными отделами по работе с молодежью и уведомляем родителей этих студентов. Потому что если в школе такая возможность была, в дневнике написали родители в школу, все, завтра пришли, и родители в курсе, да, чем занимается студент, учится он, не учится, пропускает, не пропускает. То сегодня такую роль и функцию дневника мы берем на себя, соответственно, и получая вот эту статистику, мы связываемся с региональными отделами по работе с молодежью, уведомляем родителей и приглашаем уже непосредственно там Москва, Ростов, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, неважно, да, для профилактической беседы или чтобы забрали студента обратно домой, потому что такие студенты нам здесь не нужны, такие студенты действительно работают, может быть, и непреднамеренно, но во вред только своему региону, своей малой родине. Вот. В принципе, не этим ограничивается наша работа. Мы также по разным направлениям пытаемся вовлекать молодежь в социально значимые проекты, пытаемся развивать в них дух патриотизма,
общегражданскую идентичность, о которой сейчас модно, наверное, говорить, такой в тренде, да. Но, тем не менее, мы занимаемся именно этим, пытаемся выделить по направлениям, по интересам молодежь и направить, как-то поддержать в свою очередь. В принципе, вот данное мероприятие, сегодняшний круглый стол, он тоже один из показателей того, что Конгресс народов Кавказа озабочен проблемами молодежи, но это не будет попустительством с нашей стороны и всевозможным поощрением, да, даже девиантных выходок. То есть мы, как говорится, Сократ мне друг, но истина дороже. Спасибо большое, я на этом должен откланяться. Один вопрос. Вы затронули вот квалификации и возврат наших специалистов вот, ну, на свою малую родину, будем так говорить. А занимаетесь ли вы, вот у нас очень много хороших ребят, которые заканчивают, которые не могут найти работу на своей родине, при этом имея огромную дыру хороших специалистов, ну я возьму тот же Дагестан, они не могут там устроиться. Хотя они на 10 голов выше того, тех, кто эти места занимают там на месте. Это вопрос клановости и коррупции на Кавказе, я думаю, всем известный вопрос. И в связи с этой проблемой сюда приезжают не самые достойные зачастую, да, представители Кавказа. И в связи с этой же проблемой те, которые являются достойными, не могут вернуться на Кавказ. То есть вот одна проблема является как бы... Поэтому лучшие остаются, идут в другие регионы или остаются здесь. Они не могут к себе вернуться. Хотя вот это очень большой пробел. Надо отметить, что на сегодняшний день формируется такой достаточно серьезный сегмент кавказской молодежи, интеллектуальной кавказской молодежи. Да, и под давлением, вот, которое сейчас производится на регион, в связи с тем, что они не могут туда попасть и самореализоваться. Рано или поздно эта дамба даст трещину, и мы в этом уверены, и мы вот как бы следим за развитием событий. Я думаю, в ближайшие 5 лет вот этот серьезный поток новой интеллектуальной, новой образованной молодежи в любом случае зайдет в регион и займет свое достойное место. И что касается вот по посещаемости, вы очень правильно говорите, потому что наши ребята в основном не посещают занятия. Но если вам нужна будет помощь, мы вам можем, мы сделали электронные, типа вот как у школьников, электронные дневники. Мы можем вам дать электронные журналы, отлично, когда вы можете в любое время посмотреть, как посещают наши ребята. Вплоть до глав регионов при непосредственной встрече как бы об этом проекте мы их оповестили, что такой проект у нас есть. И в принципе главы регионов, там, в частности Ингушетии, Северной Осетии, Алании, поддержали проект и готовы к сотрудничеству. Так что я думаю, мы с вами тоже связаны. Мы с вами обязательно. Ну, кстати, вот по поводу проблем, вот коллега сказал, что в Плехановской академии существуют проблемы, действительно, туда очень тяжело попасть. Мы хотя 2 года назад проводили там встречу с молодежью, но туда на сегодняшний день очень трудно попасть. Там была такая Светлана Константиновна, если не ошибаюсь, в свое время работала. 5-7 лет. Да. Вот она там нам помогала, а потом вот после нее как-то с этим возникли проблемы очень серьезные. Ну, да, небольшое добавление. Ну, раз без нас уже не обходится ни один, в принципе, круглый стол. Насыкина Лилия Николаевна, Московский антикоррупционный комитет. Ну, начнем с первого. Да. Вот мы неоднократно уже на правительственных площадках, в том числе с гражданским обществом, обсуждали. По поводу того, если вы хотите, чтобы действительно не создавалось никаких прецедентов касаемо того, что трудоустройство. Ну, во-первых, если можно, вот небольшой такой доклад выставим все-таки изначально. Для того, чтобы не создавать ситуацию, нужно их не допускать. Для того, чтобы не допустить, нужно изначально изменить всю систему. Система, которая сейчас уже делается, это не пустые слова от исполнения указа президента 2012 года. Сейчас есть стандартизация профессиональной сертификации. Я являюсь одним из авторов. Поэтому по этой системе у нас с вами есть возможность краткого понимания. То есть есть стандарты, которые устанавливают работодатели общественное гражданское общество, есть непосредственно структуры учебные,
которые получают учебные стандарты, соответствующие требованиям. И есть, соответственно, студенты, которые обучаются по профессиональным стандартам, соответствующие требованиям работодателя. В итоге мы с вами находим замкнутый цикл. У нас нет с вами никаких проблем с трудоустройством детей, потому что они в дальнейшем уходят именно на то место, куда они изначально были устроены. Значит, по такой системе работают очень многие банковские колледжи, по системе краткого круга, соответственно, выставляет Сбербанк требования. По этим требованиям обучается молодежь, молодежь в дальнейшем трудоустраивается. 100% трудоустройства. Заметьте, вот по этой системе то же самое должно быть и в регионах. То есть у вас должно быть заказ непосредственно ваших работодателей. Но исходя из этого, работодатель получает в дальнейшем именно тот продукт учебный, который вложен в вашу молодежь, который будет соответствовать его требованиям. В этом случае мы находим с вами очень большое количество моментов, которые решают все проблемы. И трудоустройство, социальная напряженность, непонимание ребят, куда возвращаться и так далее и тому подобное. Вот этот момент, опять-таки, изначально то, что должно было дать государство, оно дало в полном объеме. 800 стандартов, которые должны были разрабатываться, они сейчас разрабатываются. Есть свои проблемы, но не надо все настолько ухудшать, что вот так все плохо и вот ужасно. Все решается, все делается. Если можно, буквально еще несколько, как профессиональный наш социологический исследование, профессиональный социолог, у нас на сегодняшний момент достаточно серьезный переизбыток вот именно производственных должностей. У нас 22% ребят, которые заканчивают именно все, что касается производства. Производство в России сейчас находится в стадии, ну, скажем так, упадка. Поэтому здесь вот с одной стороны, да, вот им нужен один специалист, который бы имел возможность зарплату получать по 1 000 000 рублей, но в любом случае ряд ребят остается вообще неудел. Несмотря на то, что общественная организация по именно стандартам квалификационным сварщиков, ну, наверное, одна из самых уникальных на территории Российской Федерации. По системе переизбытка экономических и юридических специальностей, переизбыток сумасшедший. То есть на сегодняшний момент данные ребята не востребованы. Если сейчас не будет решена краткая ситуация, ну вы понимаете, у нас есть демографическая достаточно серьезная ситуация, то есть все эти стандарты должны иметь как последовательно краткий курс и, соответственно, полный курс. Среднее образование, высшее образование. Но исходя из этого решаются все абсолютно вопросы, связанные с трудоустройством. В дальнейшем, в том числе и регионально. Ребята, представители нашего замечательного Кавказа, тоже они уникальны. Но в данном случае, в данном контексте, есть необходимость именно возврата ребят, чтобы они имели представление и именно образование московского. В Москве есть определенные тоже направления, и в данном случае, если будет у нас краткая система понимания и требований, которые будут выставлять ваши непосредственно регионы, то вы имеете возможность получать в полном объеме специалистов. Спасибо большое. Очень ценный комментарий, действительно. Ну, вы знаете, тут создается некоторая проблема, некоторый вакуум. Перед кавказской клановостью и коррупцией блекнут разного рода проекты относительно направления ребят по короткому кругу, по широкому кругу. Я вам с 80% вероятностью скажу, чьи сыновья и дочеря приедут получать это образование для того, чтобы вернуться в эти банки и на разного рода предприятия. Ну, к сожалению, ситуация такова. И мы... С вашего позволения, сразу вот вопрос могу ответить. Вы знаете, в данном случае на сегодняшний момент развивается достаточно серьезное гражданское общество и, в частности, гражданский контроль. Я вижу, что вы человек достаточно с хорошей энергетикой, энтузиаст и так далее и тому подобное. Ничего не мешает абсолютно вам взять на себя эту основу. То есть гражданский контроль никто не отменял. В данном случае вы имеете возможность в полном объеме, если у вас есть победители, многократно олимпиад и так далее. Очень много уникальных ребят, понятно, у нас у всех преподавательский опыт работы есть, очень много ребят, действительно самородки, которые представляют Кавказ. Поэтому в данном контексте должна быть выставлена все-таки система, по которой не дочери, не родственники, а именно те, кто имеет определенный фильтр. Фильтр проходит эти действия, если это сын, дочь, и они действительно уникальны в своем роде, почему? Пускай идет. Должны быть фильтры. И опять-таки гражданское общество на сегодняшний момент эти фильтры имеет в полном объеме возможности производить действия. Ну, дай бог. Дай бог. Уважаемые коллеги, отключите, пожалуйста, микрофоны. Да. Уважаемые коллеги, очень интересная у нас завязывается дискуссия. Учитывая, что площадка Общественной палаты как раз то место, где о гражданском контроле мы и должны говорить, и находить модели для его реализации.
И после, значит, очередного выступления, в котором было упомянуто о нашем замечательном Кавказе, я бы хотел перейти в наше замечательное Поволжье. У нас есть руководитель, значит, студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и в Петербурге, наш молодой коллега Азат Бадранов, который вместе со своими друзьями реализует уникальную модель по, скажем, привлечению молодежи из Башкортостана в ведущие вузы страны. Простите, пожалуйста. Я бы хотел попросить его поделиться своим опытом, который они уже вот несколько лет нарабатывают, для того, чтобы понять, насколько он применим к другим регионам и насколько специфичны именно проблемы, с которыми сталкивается молодежь именно в Республике Башкирской. Спасибо, Руслан, за приглашение, за предоставленное слово. Готовились к выступлению по несколько иным аспектам, но здесь дискуссия действительно она больше, чем по проблемам профориентации, по адаптации и так далее. Несколько раз прозвучала такая ностальгия, вот в советское время была такая система по профориентации и так далее, и так далее. В общем, наша организация, она организована в 2009 году силами молодежи непосредственно. И основной целью, основных целей две. Развитие кадрового потенциала Республики Башкортостан и социализация молодежи. Глубинки российских регионов, будь то кавказские или урало-поволжские, или любые другие, они оставляют желать лучшего, особенно национальные, в том плане, что в 90-е годы откат в некое такое национальное самосознание, оно стало переходить, откат в такую некую архаику. И существует, на наш взгляд, угроза полной закрытости этой архаики, после чего уже невозможно будет вести речь о создании какой-то общегражданского самосознания. По поводу клановости, коррупции и гражданского контроля. Наша организация, она как раз-таки дистанцировалась в определенном смысле от органов власти республики, осуществляет свою деятельность исключительно на основах общественного самоуправления, общественного контроля. Как выглядит наша работа? Во-первых, каждый год у нас проходит такая масштабная профориентационная работа. Буквально неделю назад я вернулся из Башкирии, организовывали там приезд представителей вузов Москвы и Санкт-Петербурга в город Сибай. Это небольшой город на юге, на юго-востоке республики. В этом городе мы собрали порядка 2000 абитуриентов из близлежащих районов. Это порядка 10 муниципальных образований приняли участие в этих профориентационных встречах, где ребята непосредственно сами начали, имели возможность пообщаться с этими вузами, узнать о специальностях, задать какие-то вопросы. Вот. К вопросу, здесь звучало о том, что вот все ломятся ведущие вузы, начиная от МГУ, МГИМО, Российской экономической академии в том числе. Действительно это так, но когда 5 лет назад мы начинали свою работу, проводили вот эти профориентационные встречи, задавали вопросы абитуриентам, есть ли желание поступить в Москву или в Петербург, и если да, то в какой вуз, то если 5 лет назад нам абитуриенты практически в каждом городе, в каждом селе отвечали, что да, я хочу поступить, а в какой вуз? МГУ. А в какой еще рассматриваешь? Кроме МГУ я ничего не знаю. Максимум МГИМО, Бауманка. Там, ну вот, соответственно, там узнаваемость университетов достаточно слабая, но в то же время, допустим, в одной только Москве порядка 50 государственных вузов,
которые предоставляют общежития и бюджетные места. Большинство из них узкопрофилированы, большинство из них нуждаются в абитуриентах, готовы принимать из регионов, но о большинстве из них в регионах не знают ничего. И мы начали выстраивать эту работу преимущественно с такими университетами. То есть в первые годы, когда мы начинали эту работу, посредством нашей работы было инициировано заключение договоров с республикой, это МГУ, СПбГУ со всеми ведущими. Вот, но мы попали в такую ловушку, что заключив эти договоры, эти вузы ушли из нашего поля деятельности. То есть и как раз уже формировать заявки, выстраивать работу с ними начали Министерство образования, правительство. Вот, но изменение политической конъюнктуры, оно отодвинуло нас от этих вузов подальше. Поэтому приходится выстраивать работу с другими, не с этими ведущими вузами. Вот. По поводу целевых и нецелевых и всех этих университетов. Существует прекрасный механизм целевого обучения. В новом федеральном законе об образовании в Российской Федерации этот механизм детализирован, в том числе с участием работодателя. То есть работодатель также по-прежнему не платит за обучение, места предоставляются из федерального бюджета. Работодатель обязан принять абитуриента, с которым он заключит договор на работу, и они могут договориться о том, что в течение обучения работодатель будет оказывать меры социальной поддержки. Это могут быть разовые какие-то материальное стимулирование, это может быть системное, не обязательно материальное. Наша организация в том числе имеет опыт, мы организовывали для ребят из Башкирии такой продуктовый обоз. Заключался он в том, что мы объявляли о том, что такого-то числа, во столько-то, со стальки-то до стальки, там в городе Уфа будет находиться грузовые автомобили, куда родители могут оставить посылки своим детям, там, начиная от книжек, картошки, холодильников и так далее. Вот. И эти грузовики ехали в Москву. То есть здесь, в Москве, это все привозилось с полномочной представительства Республики Башкортостан. Ребята приезжали и забирали свои посылки. Я прошу прощения, Азат. У меня просьба более четко проговорить ту схему, которую вы реализуете для привлечения молодежи именно в вузы. Предыдущая наша встреча ты очень хорошо разложил поэтапно. Просто я боюсь, что собравшиеся не до конца, может быть, поняли именно саму схему, по которой вы работаете. То есть привоз вузов в город Сибай, презентация перед молодежью, потом заключение договоров, что тоже очень важно с этими вузами. Кто заключает, предмет договора и так далее. Хорошо. По поводу схемы. Мы работаем как по целевому приему, так и по общему конкурсу. Помимо профориентации выглядит следующим образом. Это мы приглашаем университеты в республику, не только в Сибай, это и Уфа, и другие районы и города республики. Для молодежных организаций хочу отметить, что инициатива проведения профориентационной встречи в регионе, она всегда поддерживается университетами. У университетов есть специальные отделы по профориентации и так далее, где есть соответствующие бюджеты. За дорогу каждый университет найдет, на что и как отправить своего сотрудника с соответствующими материалами и так далее. Поэтому этот механизм, насколько я понимаю, он слабо используется регионами, потому что когда мы приглашаем университеты в свою республику, они всегда соглашаются, но всегда так приятно удивлены, что их пригласили. Помимо того, что мы приглашаем университеты, мы вменяем в обязанность своим студентам на каникулах
в летнее каникулярное время или зимнее ходить в свои школы, встречаться с выпускниками и проводить там такие профориентационные встречи, рассказывать о быте, жизни и так далее. Опыт работы, 5-летний опыт работы с абитуриентами, со студентами, он показывает, что на самом деле барьером для ребят в поступлении в вузы в другой регион, в другие города выступают не маленькие баллы, не наличие каких-то или отсутствие каких-то специальностей и так далее, а страхи, бытовые страхи. Тяжело жить, дорого жить, опасно, скинхеды, кавказцы там, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому прошу извинить, ребята, но действительно такое присутствует. Вот. И поэтому на всех этих профориентационных встречах, когда мы и вузы возим, для ребят недостаточно показать, что вот есть такой университет или есть такой. По большому счету эти вопросы решает интернет. Каждый может зайти, посмотреть, какие вузы есть и специальности. Наша задача, она состоит в том, чтобы развеять вот эти бытовые страхи. Показать, что в принципе, это и подтверждается практикой, что для проживания в Москве студенту денег необходимо не больше, чем для проживания студента в Уфе. По поводу там всех этих страхов, этноэкстремизма и так далее, национал-шовинизма, это все тоже разъясняется. И по большому счету мы разъясняем, что, в общем, для чего ты едешь в Москву, то ты там и найдешь. Если там будешь заниматься учебой, ты никогда не встретишь в течение 5 лет ни одного скинхеда на своем пути. Если ты каждый день об этом думаешь, то, наверное, будешь встречаться в переходах темных и так далее. Вот. Далее. Профориентация на этом у нас не заканчивается. Мы каждый год проводим анкетирование ребят. В марте месяце, когда ребята уже выбрали ЕГЭ, определились со своими ЕГЭ, мы рассылаем свою анкету. То есть анкета Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурге. Суть этой анкеты в следующем. Нам необходимо получить данные по всем абитуриентам республики. То есть в этой анкете отражается фамилия, имя, отчество, школа, интересы, какие ЕГЭ человек выбрал и куда хочет поступить. Эти анкеты у нас заполняются, вот сейчас как раз процесс идет, уже какие-то районы, города заполнили, присылают, какие-то еще заполняют, апрель-май, март-апрель-май они заполняются, собираются у нас в одном месте в Уфе. И в июне, в конце июня, ребята, студенты из Москвы, из Петербурга едут в Уфу. У нас организовывается каждый год такой штаб, где работает человек 10-15, обрабатывают эти анкеты. То есть сортируем те анкеты, с которыми можно работать, те анкеты, которые заполнены адекватно. То есть тяжело, очень обидно, конечно, видеть, когда человек в 17 лет пишет, что он хочет быть только поваром. Мне кажется, в этот период жизни молодые люди должны мечтать и хотеть достичь большего, но приходится работать и с такой молодежью. Обрабатывая эти анкеты, мы определяем ребят с физикой, биологией и так далее, и так далее, и так далее. Определяем те вузы, специальности, с которыми мы можем им предложить, посодействовать, разъяснить, и определяем, и начинаем приглашать их на собеседование. То есть это самый сложный этап работы, где нужно обработать несколько тысяч анкет в течение короткого времени, пригласить тоже в течение короткого времени, буквально до 10 июля, всех абитуриентов, причем необходимо еще поймать их, чтобы они не сдали оригинал документов в своих городах. И начинается уже процесс
процесс подачи документов. По поводу работы с вузами, по поводу целевых и общего конкурса. Вот распределяя анкеты, мы определяем, то есть ребята обзванивают, узнают, там, у кого, кто насколько сдал ЕГЭ. К этому моменту, к концу июня это уже известно. Мы примерно понимаем, кто у нас слабенький, сортируем также там, баллы там, до 180, больше 180, больше 200 и так далее. То есть определяем сильных, слабых. Наши ребята в том числе по вузам. Есть у нас вузы-партнеры, с которыми есть своя история взаимоотношений. Есть вузы, с которыми мы, в общем-то, начинаем работать только-только или вообще не работали. Как выстраивается здесь работа? Вообще, со всеми этими вузами, с кем работали и с кем не работали, у нас мы проводим анализ. Там, в течение прошлого, позапрошлого года на ту или иную специальность, какой был конкурсный балл. То есть можно примерно спрогнозировать там, с точностью до плюс-минус 50 баллов возможность поступления. Вот, это один момент, где можно ребят направлять. Второй момент – это осенью-весной. Вот эта работа, на самом деле, она занимает весь год. Потому что после зачисления начинается работа по выстраиванию взаимоотношений с вузами. Осенью, весной, зимой я хожу, встречаюсь с университетами, рассказываю с председателями приемных комиссий, рассказываю о нашей организации, о том, как я предлагаю поработать на приемной кампании. У всех профилирующих практически профильных вузов, технических, узкопрофильных, их профильные предметы, их профильные специальности, они слабо заполняются. То есть, допустим, мы знаем достаточно престижный университет МИСИС, он ориентирован на металлургию, сталепромышленность, тяжелую промышленность. Но этот университет, он не заполняет свои профильные специальности. То есть у них очень тяжело. Москвичи, жители Московской области, они не идут на технические, промышленные, инженерные специальности. И эти направления у них провисают. Когда мы идем встречаться с тем или иным университетом, у нас уже есть определенная аналитика. То есть университет позиционируется достаточно престижно, высокие баллы, но здесь у них провально. В первый год мы предлагаем заполнить им, помочь в заполнении вот этих провальных для них специальностей. То есть для них они провальные, для нас это технические инженерные специальности. Вот. И это для кого-то возможность. И, как правило, никто не отказывается, каждый университет говорит: хорошо, давайте мы поработаем, мы дадим вам 2 места. Все, хорошо. Мы берем эти 2 места, устраиваем. Они определяют нам какой-то минимум, говорят, либо вот того, кого мы от вас примем, у него должно быть не меньше 160 баллов. Хорошо. Либо сразу ставится условие: давайте оформляем целевое направление. По целевым направлениям проблем нет вообще никаких, потому что по закону целевые договоры могут подписывать органы госвласти, органы местного самоуправления. Мы работаем в основном с органами местного самоуправления. Это как главы районов муниципальных, так главы сельских поселений, сельсоветов. И подбирая, заполняя 1-2 места вот эти, мы подходим к этому с ответственностью с большой, потому что по этому одному или по этим 2 студентам, первокурсникам, этот университет будет складывать свое отношение к нам, будет, от этого зависит, как мы будем работать в последующем. То есть, и, как правило, практически со всеми университетами у нас развитие идет в геометрической прогрессии. Если в первый год, допустим, мы устраивали только 50 человек устроили, то могу сказать, что за 5 лет мы устроили порядка 1500 ребят, помогли поступлению.
ежегодно это сумма примерно 150 человек. Самый большой у нас такой пик это был 2010 год, когда мы устроили за один год 400 человек. Вот. При этом мы устраиваем не только в Москву и в Питер, но в том числе вот и на Дальний Восток начали ребята отправлять на изучение китайского, японского, корейского языка. Азат. Вот, и по механизму еще чуть-чуть. Вот, определив сильных, слабых ребят, мы определяем тех, кто пойдет у нас по целевому приему, на кого нужно заключать договор, и те, кто, в принципе, пройдет по общему конкурсу. Прежде чем подать документы с председателями приемных комиссий, мы проговариваем каждую кандидатуру. То есть насколько, какие шансы и так далее, и так далее. Председатель приемной комиссии любого вуза, он знает ситуацию, где у него кто как пройдет, какой будет примерно конкурс. И там можно выбрать 3 специальности, 2 запасные специальности, которые пройдут точно на подстраховку. В общем, механизм вот такой. Вот, есть. Спасибо большое, Азат, за такой подробный рассказ. В принципе, для темы сегодняшнего круглого стола ваша деятельность и твое выступление – это фактически гвоздь программы и квинтэссенция, сгусток того, как в гражданском поле, в общественном поле российском молодежь, проявляя должную степень координации своих действий, самоорганизации, может решать очень крупного уровня задачи. И это, в принципе, то, к чему должно прийти наше гражданское общество в любом из полей, будь то образовательная сфера, будь то, антикоррупционный гражданский контроль, будь то участие в благотворительных акциях, в облагораживании своих городов, сел и так далее, и так далее. Честь вам и хвала за такую работу. Я единственное хотел спросить такой вопрос, который всех волнует. А чем вы живете, если все ваше время занято работой с молодежью? По 400, по 500 человек, чтобы устроить, персонально проговорить с каждым вузом, возить московских, питерских преподавателей в свой регион. Это же титанический труд. Как вы поддерживаете всю эту активность? Это не праздный вопрос, потому что это вопрос о том, за счет каких ресурсов должны существовать гражданские проекты в России. Это очень важный и очень тяжелый вопрос. Он для нас всегда стоит остро, но было бы желание, возможность найдется. Допустим, на самом деле мир не без добрых людей. Здесь это касается как и вопросов какой-то материальной поддержки, финансирования, в том числе и тех же целевых. То есть если там глава муниципалитета или какой-то отраслевой министр в регионе, он не разделяет эту идею о том, что нужно ребятам дать шанс какой-то поступить и так далее, то вы никогда не подпишете никакое целевое направление. Вот. И на самом деле сейчас нам намного проще. За 5 лет мы заработали себе некое имя, доброе, честное имя, которым мы сейчас очень сильно дорожим. То есть изначально всегда это вопрос о том, что вы торгуете местами, это ваш бизнес и так далее. Вот. Изначально очень много такого скепсиса было, открытой критики, обвинений. Вот. Но с каждым годом, вот здесь ребята наши присутствуют, мои активистки, вот, они не дадут соврать, а с каждым годом все больше у нас соратников наших. То есть возможности, я говорил вначале, что ввиду политической конъюнктуры нас отстранили немножко от Министерства образования и такого административного инструментария. Но в течение 5 лет я могу сказать, что мы этот инструментарий завоевываем сами. То есть о нашей деятельности, о том, что мы действительно только честное имя поможет в этом. И вот еще немного. То есть каждый год кто-то появляется, приезжают сами, ищут встречи, приезжают в Москву в том числе, о том, что давайте мы поддержим вас, поможем, какая необходима поддержка. Это начиная
от средств массовой информации республики, от государственного телеканала, заканчивая различными муниципальными образованиями, банками. Допустим, региональный банк развития, там у нас возглавляет его Старшинин Александр Александрович. Он, в общем-то, нельзя обвинить его в том, что он там помогает своей национальности в какой-то этнократии. Он не башкир, не татарин, русский человек. Мы с ним просто случайно ждали самолет, пили кофе в аэропорту. Я ему рассказал о нашей организации. Этот человек ежегодно предоставляет нам офис в центре города с отдельным входом на 1,5-2 месяца бесплатно. Оплачивает сотовую связь активистам, которые обзванивают всех ребят и так далее. То есть зарплат никто не получает в нашей организации. И ребята также учатся, где-то работают, успевают все. Вот. И еще один момент. Организовывая вот эту деятельность целенаправленно на развитие кадрового потенциала республики, я могу сказать, что начинают развиваться сопутствующие вопросы адаптации, вопросы культурного развития, сохранения своей самобытной культуры. В Москве у нас очень сильно развернулось. То есть тоже, допустим, полномочные представительства, сначала они смотрели на нас как на очередную какую-то организацию, сейчас они смотрят на нас как на самого надежного партнера. И по поводу доброго имени. У нас в последние 2 года, наверное, часто менялись полномочные представители, менялись министры молодежной политики и министры образования. В течение полномочные представители, без всякого пафоса могу сказать, что после назначения указа главы республики о назначении этого человека полномочным представителем в Москве, на 3-й день он встречается с нами после своего назначения. И вот как пример хотел показать у нас Рамиля Хасанова. Она поступала в свое время в 2009 году в первый набор у нас в магистратуру Высшей школы экономики. Сегодня это буквально несколько месяцев назад уже подтверждение из ВАКа пришло. Она защитила кандидатскую диссертацию. Поздравляем. Я считаю, что работа не зря. Азат, спасибо большое. На самом деле потрясающий кейс, потрясающий пример социальной и гражданской активности в общественном поле. Дай бог, чтобы каждый регион имел своих Азатов Бадрановых со своей командой. И не только в плане обеспечения для региональной молодежи возможностей поступления, но и в плане работы здесь уже на московской площадке по адаптации данной молодежи и решению их ежедневных проблем. Я знаю, со мной Азат связывался и пытался одну очень щекотливую ситуацию тоже решить, с которой столкнулась молодежь из республики. Коллеги, у нас еще несколько ключевых выступлений. Я прошу прощения, что выстраиваю логику дискуссии таким образом. Нам очень хочется переходить от одной проблемы к другой, достаточно логически. Я бы сейчас хотел, если с нами на связи Ярославль, семья из Ярославля, у которой в этом году ребенок поступает в вуз, мы бы хотели услышать, с какими проблемами они сталкиваются. Отец семейства, хозяйка, отец и мама. И мы бы хотели предоставить им сейчас слово. Я, опять-таки, передаю возможность ведения дискуссии молодому коллеге Гусейну Шахбазову. И я попросил бы представиться и рассказать о собственной ситуации. Спасибо. Руслан меня опередил. Шамиль и Людмила, да? Здравствуйте еще раз. И расскажите, пожалуйста, вначале о себе. И, как я понимаю, будущего абитуриента нету, да, сейчас с вами? И о нем тоже, если можно. Вас не слышно. Прошу прощения. Вам нужно включить микрофон. Все, включили. Здравствуйте, как слышно? Хорошо. Как слышно? Хорошо, нас как? Здравствуйте, Руслан, здравствуйте, Гусейн. Рад вас видеть в студии. Мы, в 2012 году, 8 сентября, приняли решение о переезде, с целью, основная цель переезда, что, в общем-то, в мои немолодые годы уже было принято решение мною. Цель переезда,
как я часто это озвучиваю, не помидорами торговать, а учеба. Учеба. Вот. А почему учеба? Поясняю. Деток у меня 3, семья многодетная, в возрасте 17 лет, 16 лет и 14 лет. Вот. 2 из которых в этом году, вот в текущем году, поступают. Вот, поступают. 1 уже учится и заканчивает 1-й курс Ярославского промышленно-экономического колледжа, бывший химико-механический техникум. Вот, 1-й курс. Причем учится отлично. Было немножко непонятное первоначальное такое состояние, когда мы, вот дочь, которая поступает вот в этом году, Бог даст, вот, значит, когда мы привезли 5 из Дагестана, окончив 10 классов в Дагестане, так скептически несколько и директор школы, и зауч там, все такое, но проучившись, вот сейчас вот полгода, буквально вчера накануне мы окончили 3-ю четверть, отношение к нам явно кардинально поменялось в плане того, что, значит, мы подтвердили свои 5 заслуженные и все такое, и, в общем-то, идем на красный, скажем так, аттестат. Вот это буквально вчера я был на родительском собрании вот с Людмилой, супругой моей. Вот. Значит, значит, не то, чтобы я подтолкнул дочь свою вот к этому, она сама целенаправленно, целеустремленно идет к тому, что вот она выбрала для себя медицину, потому как вот, значит, книга вот есть такая вот моя родословная, ее видно очень? Чуть-чуть приподнять, если можно. Ага. Да, видим. Да. Вот здесь 60% рода вот, моего рода, они врачи, начиная с моей мамы покойной. И, в общем-то, медики в нашем роду, они не то, что это престиж какой-то профессии, но это, скажем так, основополагающие составляющие нашего семейства, так сказать. Вот. Но она, плюс к тому, даже военный комиссариат озвучил города Ярославля, это, говорит, исторический момент, когда девочка из Дагестана, говорит, принимает решение получить военное образование. Так, да? Да, военно-медицинскую академию у нас. Она будет поступать, Бог даст, в военно-медицинскую академию города Санкт-Петербурга. Вот. Это ее выбор, вот, и так далее. Меня слышно хорошо? Да. Мы все здесь немножко удивлены, то есть в хорошем смысле слова удивлены и очень рады за вашу дочь. А мы хотели еще узнать, вот как она принимала решение, на что ориентировалась, или это вот именно было уже давно принято решение, внутри, как бы, то есть преемственность поколений? Ну, в части медицины это было однозначно принятое решение. Еще с 4 лет она к диванчику подходила и делала диванчику укол, скажем так, вот это самое, в части медицины. А вот что в военной медицины, тут, конечно, вот это, видимо, сыграло, поверьте, это не подсказка родителей, то есть меня и вот жены моей, а это ее выбор в плане того, что она целеустремлена, как все скорпионы, скажем так, вот это самое, целенаправленно. Вот. Потом ведь там нужно крепкое физическое здоровье, что, ну, слава богу, мы прошли все эти инстанции, 2 комиссии, вот гражданскую, военную комиссию, без замечаний, скажем так, на 99,9%. Мало этого, мы профессионально еще в Дагестане занимались танцами, то есть гибкость, все это сам. Мы, значит, одно из условий поступления в данное высшее учебное заведение – это физические нормативы, которые, безусловно, надо сдать. И тут как бы вот эти всякие схемы коррупционного характера, все, как я понимаю, это все не проходит. И хочется верить, что именно так все это и будет. Вот нам предстоят еще ЕГЭ, а потом уже поступление. Все физические нормативы тоже, безусловно, сданы ею, и она предметно этим занимается. А что приятно радует, и почему вообще, вот вы спросите, можете задать вопрос, вот Ярославль, допустим, регион, а не Москва для проживания и Санкт-Петербург. Потому как вот решиться на это, как вот друг мне озвучивает мой очень даже такой вот однокашник
патриарха Кирилла, батюшка Виктор, вот настоятель церкви Боголюбской Матери. Один переезд равносилен одному пожару, это первое. Вот. Но оставлять детей на самотек и так, чтобы в наше неспокойное время подразумевается там, ну, все сейчас вот эти, значит, соблазны этой жизни, да, это преступно. Вот так вот озвучивает вот батюшка Виктор. Ну, не то, что это была подсказка, это было и мое решение, потому что подошел 2011 год, детки подрастали, детки у меня как бы уже в немолодом возрасте, они мне, скажем так, Бог послал, вот. Поэтому я с ужасом думал, где же им учиться и чем им заниматься. Вот. При всей сегодняшней обстановке, происходящей в республике, она известна и Руслану достаточно хорошо, я думаю, и Иван Гусейн, и всей аудитории присутствующей. Вот. Мы, значит, решение такое было принято бесповоротно, не то чтобы, но на интуитивном уровне, как бы я понимал и ощущал, что нужно. И поверьте мне на слово, я бы с места не сдвинулся, потому что в республике как бы и проживание, все было, скажем так, неплохо. Вот. Но я посчитал не главное люстры, холодильники и все остальное. Думаю, надо дать приличное, достойное образование. И, в общем-то, мы решились, конечно, сложности были. О них тоже могу рассказать, если позволяет время нашего эфира. Вот, скажем так, вот этот. Ну, сейчас потихоньку все настраивается, налаживается, и мы очень, в принципе, спасибо большое за интересный рассказ. Позвольте мне такой вопрос. Вы знаете, сегодня мы говорим о роли гражданских структур и местного самоуправления в вопросах профориентации, а семья фактически является самой первой ячейкой, из которой складывается гражданское общество. И ваша роль в том, что вы помогаете своим детям получить достойное образование, и вы ради этого готовы даже сменить место жительства, достаточно показательный пример. И учитывая, я так понимаю, семья у вас межнациональная, и я бы хотел, может быть, даже маме, чтобы было предоставлено слово, чтобы она рассказала, как ей давалось это, значит, ответить на пожелания, на амбиции своих детей, допустим, получить достойное образование. Сложно ли было? Какова роль самой матери в том, чтобы помочь дочерям, сыновьям в выборе будущей профессии? Пришлось ли поддерживать главу семейства в данном шаге? И как вы планируете, значит, поддерживать свое чадо во время учебы в Петербурге? Хотелось бы именно роль матери и ваше личное участие услышать. Большим удовольствием предоставляю Людмила. Ну, вы знаете, она с детства, у нее было желание поступить в мединститут. Вот. И когда подошло это время, она немножко так, мама говорит, мне точно, в мединститут. Но я говорю, доча, это такая профессия, которая, в принципе, нужна. В каждой семье должен быть, я так считаю, что доктор, врач. Вот. С учетом того, что сейчас происходит, тяжело найти хорошего врача, достойного доктора. Я ее поддержала. Как вам сказать, в принципе, сделали все для того, чтобы она хорошо училась, чтобы она занималась. Может быть, там где-то какие-то по дому. В принципе, я сижу дома, я занимаюсь домом, детьми, контролирую. Все условия были предоставлены всем 3 детям. Вот. Старший мальчик сделал свой выбор, он учится сейчас в колледже, также занимается спортом. Младший будет заканчивать 9 класс тоже в этом году, но он хочет идти поваром. Я здесь слышала от молодого человека, что молодой человек, когда думает только стать поваром, это в принципе не очень хорошо. Но я считаю, что быть хорошим поваром, но еще и кондитером он хочет, это тоже хорошая профессия. Не всем должны быть Ломоносовыми. Кто-то должен и такие земные профессии получать. Вот, и кормить в дальнейшем народ. Спасибо большое, спасибо за яркое эмоциональное выступление, за то, что поддерживаете на семейном уровне престиж всех профессий, необходимых нашей стране. Я думаю, что вы сейчас еще поучаствуете в нашей дискуссии, если у зала родятся вопросы. Я бы сейчас хотел перейти на школьный уровень. У нас сегодня присутствует
заместитель директора по учебной работе Центра образования 1681 Московской школы Милованова Галина Николаевна. Да, я уже заранее извинился о том, что логика дискуссии подвела нас к школьному уровню только сейчас. И несмотря на то, что часть наших гостей ушла, у нас вся эта дискуссия будет расшифрована и опубликована. Поэтому все, что будет рассказано о школьном уровне проблем в Москве, это все дойдет до своего читателя, до своего адресата. Я бы очень хотел, чтобы вы поделились с нами теми проблемами, которые существуют, или возможностями, если проблем не так много, на уровне московской школы. И особенно, когда это касается притока в московские школы детишек из регионов. Как идет работа по адаптации, по их интеграции в учебный процесс? Спасибо. Как вы поддержали? Он так вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно сегодня присутствовать на такой интересной теме. Но вот я очень внимательно слушала всех выступающих и смотрю, что тема эта очень многогранна. Она настолько многогранна, что я уже потерялась все-таки, что же вот главное сегодня, да? И я вот для себя, как человек, который, фактически всю жизнь в образовании, начиная со студенческой скамьи и по сей день, я могу сказать, что каждый из нас имеет своих детей. Все мы пришли из семьи, да? И как сейчас вот Руслан сказал, что семья – это самая основная ячейка гражданского нашего общества, и оттуда все у нас идет. Потому что, когда мы обозначили с вами проблемы, если мы говорим с вами качество образования в Москве или в регионах, да, вот это прозвучало, я посмотрела. Допустим, если мы говорим с вами о среднем специальном профобразовании, которое действительно сейчас угасло в другие времена, оно было на другом совершенно уровне, да? Вот если это проговорить, от чего же зависит качество образования? Если Руслан обратился ко мне сейчас, какие темы, проблемы в школе, все, кто сейчас присутствует, наверное, если я начну об этом говорить, мы с вами не уйдем и до завтрашнего утра, я могу честно сказать. Поэтому я попробую сейчас то, что прозвучало, то, что меня в большей степени взволновало, вот как-то проговорить. Качество образования в регионах. Вот я себе пометила, выступающие говорили низко или не отвечает там должному уровню и так далее. Качество образования Москвы. И вот я себе задаю вопрос, от чего оно зависит? Мы многие с вами, наверное, рассуждали неоднократно об этом. И здесь есть опять категория семьи, которая формирует мотивацию ребенка, будем так говорить, потому что это основополагающий момент. С чем приходит к нам ребенок, начиная с дошкольного образования, что он получил, генетический фон, я даже не говорю то, что к чему он расположен, но это очень важно, семья, да. И второй, конечно, важный аспект – это специализация учителя, насколько он квалифицированный и обладает определенным уровнем знаний, умеет умело передавать эти знания, так что получить обратный, конечно, результат, безусловно. И, конечно, его психологические аспекты, раскрыть личность ребенка, потому что увидеть в нем, чтобы ребенок не закрылся, а пошел к себе и все. Конечно, это вот золотое такое вот видение этого вопроса, потому что мы же созданы для чего все? Для счастья, для того, чтобы реализовать себя в этой жизни. И когда сейчас Азат сказал вдруг о поваре, мне так стало как-то даже печально. Ну а почему, если ребенок мечтает? Ведь это, а зачем нам думать о космосе, если мы ходим с вами по Земле? Давайте мы будем счастливы на Земле. И поэтому, насколько ребенок владеет информацией о специальностях, о профессиях, а это, с моей точки зрения, если мы начинаем, вот Азат говорит, мы встречаемся, говорим, какие вузы, какие специализации, этот вопрос нужно серьезно поднимать еще в начальной школе. Вот первая ступень образования. Потому что именно оттуда, вот когда мы задаем вопрос, а какие-то профессии ребенок знаешь, да?
Ну, все говорят, да, врач, да, учитель, ну, что там, ну, водитель, могут сказать, ну, продавец в магазине, да. То есть круг какой-то, он довольно такой не широкий. И получается, что вот этот момент, его нужно учитывать и вводить в начальную ступень. И многие школы, наверное, так и делают, потому что учебные планы мы сейчас формируем сами. То, что касается второй ступени и третьей, там, где я в основном работаю, потому что я работаю с категорией детей с 5 по 11 класс. Значит, здесь, получается, у нас только на 8 классе, сейчас у нас несколько вот лет, есть такой предмет, как профориентация. И мы не только вот на уроках воплощаем это, но и ведем в школе довольно широкую такую работу с вузами, столичными Москвы. Ну, в Москве это попроще. Я просто, к сожалению, не могу сказать за регионы, потому что я впервые то, что я сегодня слышала, у меня только вопросы я себе написала, и многое потом с Русланом бы хотела проговорить. Так вот, потому что московские вузы приглашают наших выпускников будущих 10-11 классы, иногда 9 классы, что очень приятно, колледжи тоже. У нас сейчас ведется большая проектная работа по профессию, которую я выбираю. И это тоже очень широкое. То есть сейчас повернулись к этой теме лицом, я бы так сказала. Но, опять-таки, здесь большую роль не только мы с вами, уважаемые персонал и коллеги, играем, а играет семья. Вот ту семью, которую мы сейчас с вами видим, из которой у нас сейчас идет вот разговор. Потому что есть желание родителей, есть желание раскрыть своего ребенка. И если действительно вот приятно, одна дочка желает стать врачом, а сын желает стать поваром, потому что он видит себя реализацию, то есть он будет там счастлив. Или как вот я слышала, сварщик сегодня, или кто-то еще. Потому что когда мы вот куда-то что-то, а зачем, когда ты вот здесь вот именно? Поэтому, конечно, вот с этой точки зрения, я считаю, что очень большую роль играет семья. А кто такая семья? Вот я сейчас встречаюсь уже со своими бывшими выпускниками, которые в нашу школу привели своих детей. Они заканчивают уже начальную школу и приходят к нам в 5 класс. Что получается? Смотрите, круг замкнулся. Мои ученики пришли ко мне только в качестве родителей. И кто этот родитель, с кем я работаю? Какая его позиция? Какое его отношение? Во многом здесь такой вот должен быть правильный тандем для того, чтобы, так сказать, решать эти вопросы. Просто я хочу сказать, что, наверное, уважаемые Руслан и коллеги, профориентационная работа и вот эти вопросы, которые вы поднимаете, она не настолько вот где-то наверху решается, она решается гораздо более глубинно, я бы так сказала. И она идет оттуда, и мы ее с вами подтаскиваем. И когда наши родители, простите, звездят и хотят все иметь Плехановский вуз, да, или МГИМО, или там медицинские все хотят, хотя ребенок равнодушен, ему это не надо, да. А вот мы... То есть работа с родителями тоже должна вестись довольно системно и правильно для того, чтобы раскрыть ребенка. И родитель понимал, не слепо в это вот только верил, что это будет его счастье. Простите, пожалуйста, а на уровне школы ведется именно работа с родителями тоже, я так понимаю? Знаете, об этом вы говорили. С родителями это идет работа, круглые столы и встречи на родительских собраниях, где мы проводим и знакомим. То есть система эта есть, она работает. Может быть, не так, как у Азата. Мне декабристов, напомню, прям вот такие общества, прям ну, молодец, просто, я не знаю, локально, но вопрос решается, вот как просто замечательно. Вот, но идет, конечно. Потом, извините, я тоже проблем было много, вот я себе, вы знаете, прозвучала мысль, ЕГЭ по выбору предложили, говорил вот участник. Вы понимаете, я просто переживаю за все это очень давно, а сейчас, когда и малые у нас есть ЕГЭ, вы знаете, в 9 классе, да, обязательный экзамен, и когда вот этого 9-классника, еще фактически не адаптировавшегося к социуму окончательно, не ушедшему из своей семьи, предлагают посещать уже другую школу, сдавать на базе другой школы эти экзамены. То есть он мечется. И многие дети не подготовлены психологически. Я считаю, это какой-то эксперимент непонятный. Ну, хорошо, пусть приедет независимая комиссия ко мне в школу, пусть уберут моих всех учителей, но пусть дети будут в родной школе. Многое непонятно. Это те проблемы, о которых вы сейчас, кстати, говорите. Потому что 11 класс, их тоже было жалко первый период времени, когда все это началось. Потому что дети и так волнуются
за сдачу экзамена, за аттестатный балл они волнуются, за сдачу экзамена, а тут еще куда-то все уводят, куда-то все там это, и начинают спрашивать в необычной форме. Ну, сейчас мы готовим, ЕГЭ уже пошло, мы его отменить не можем. Но, опять-таки, вот родители мне говорят: Галина Николаевна, а зачем нам в 11 классе сдавать всем математику обязательно? Мы не понимаем. Вот наш ребенок в полном объеме гуманитария. Но я начинаю говорить: ну, математика, он дает то-то, то-то, то-то. Тогда, ну, может быть, определенного уровня должен быть тогда этот экзамен. Я знаю, что сейчас математику во многом, ну, не то чтобы упростили, но сделали базового уровня, когда, если часть С она будет, если ребенок может, он ее решает, пожалуйста, творческая, она там какие-то задания необыкновенные, но базовую часть, в принципе, должны все решать. То же самое касается русского языка, да. И многие родители ратуют, чтобы экзамен 11 класс все-таки сдавали по выбору. Потому что в этом году они хотят часто убрать. Ну, то есть разговоры сейчас идут, окончательно к нам еще регламентирующие документы не пришли. Мы их ждем, как всегда, вот уже почти на выходе. Понимаете, поэтому если ЕГЭ сделают, и это предложение пойдет все-таки по выбору, ну, потому что разумное звено, наверное, есть. Когда есть вот этот мостик при переходе из школы в вуз, ты сдаешь один экзамен, да, и ты уже являешься студентом. Потому что вы помните, мы с вами сдавали 10-11 класс по 11 экзаменов, вы помните, да, и в вузы мы поступали, мы сдавали 4 экзамена, и это в устной форме или письменное было, да, в зависимости от того, это было тоже очень сложно. Поэтому вот, да, с ЕГЭ у нас, в общем, вот ситуация такая, но я всегда очень волнуюсь за ребят, потому что ребята по-разному его воспринимают. И есть, конечно, вот эта тема, о которой хотелось бы еще несколько минут сказать, это поддержать коллег, которые говорили о возрождении, ну, ПТУ, раньше они профессионально-технические учили, они нужны, потому что есть ребенок, который не умеет говорить, но у него золотые руки, и он этими руками может и счастье другим людям принести, и себе лично, и своей семье, то есть это золотого стоят его руки. И обществу больше. То есть, в конце концов, мы выходим на очень что-то такое серьезное. Поэтому, конечно, вот об этом бы тоже хотелось говорить. Я могу сказать следующее, последнее, извините, конечно, я могу очень долго говорить, вы лучше меня останавливайте. Значит, есть категория учащихся, которые к нам прибыли из регионов, как вы говорите, да? Вот я вам могу сказать, уважаемая, мне, наверное, повезло. Вот за нашу быдлость, Татьяна Алексеевна, заведующая учебной частью, со мной сегодня тоже здесь присутствует, все дети, которые из регионов, как сказали уважаемые родители, подтверждают свои знания. И нет в основном такого, чтобы ребенок вот жестко не соответствовал. То есть наши коллеги в регионах держат, так сказать, то, что вот у нас в школе. А вот у нас девочка есть, 9 В пришла, Алиева, так она и рисует, и танцует. То есть из регионов дети очень талантливые приезжают. Вы знаете, и в Москве они раскрываются еще больше, если к этому готов педагогический коллектив, к поддержке. И межнациональный вопрос вообще у нас давно, они просто, их нет, их не существует. Есть ребенок, есть ученик, есть учащийся, есть довольно гуманное отношение учителей, и бывают проблемы, темы, но мы их решаем обычно, спокойно, как люди, как вот все, как по-родственному. Поэтому дети эти в основном нас только радуют, я бы так сказала. И многие из них имеют перспективу поступить в вузы Москвы. Единственное, я думаю, что вот систему высшего образования как-то надо тоже подумать, чтобы она в регионах на должном уровне была, и чтобы люди хотели, родители, поступать и туда, а не только думали о Москве. А зачем? Ну что Москва? Это что? Понимаете, вот если бы там было тоже качественное образование высшее взять, ну я не говорю, ну в Новосибирск, это же всегда был центр науки и всего. Почему не вот как-то вот так вот, если подумать, да? Но это, понимаете, они есть на самом деле. Просто, Руслан, тем очень много, они широкие. Я уже говорила, что я не могу, конечно, за все сейчас вот сказать. Вот кто-то вот тоже из выступающих говорил, запретить поступать, вот, допустим, если там не соответствует он по поведению, не научен нравственно-моральные какие-то аспекты и поведенческое, да, вот неправильно себя ведет, или там
уровень знаний не соответствует. Но мы же не имеем права запретить. Мы же гражданское общество. Это нарушение прав-то на самом деле. Да? Так делать, вот я считаю, нельзя, потому что просто должен быть разработан механизм, который бы сдерживал этого человека. И если он там пропускает занятия в ВУЗе, пожалуйста, будьте любезны, мы вас отчисляем. Да? Если вы нарушаете поведение в общежитии, вы поздно приходите или там ругаетесь, или там хулиганите, ну как-то я не знаю, что там студенты могут делать, вот, но в принципе тоже, наверное, к этому должны быть какие-то свои регулятивные моменты, которые позволяют это дело. Вот. Уважаемые коллеги, я очень рада сегодняшней встрече, я думаю, что мы еще продолжим, потому что у меня так много тем родилось, я к Руслану обращусь, вот. И спасибо вам, что вы меня выслушали, вот. Всего вам добра, и чтобы меньше было проблем у нас. Если можно, один вопрос. Да, пожалуйста. Вы, наверное, знаете, в этом году уже включают при поступлении в вузы портфолио и средний балл аттестата. Теперь будет максимальный балл не 300, а 320. Ну, средний балл аттестата понятно. Вот мне очень интересно ваше мнение. Вот что бы включили бы вы в портфолио? За что вот эти 10 баллов дать? Вы знаете, я бы дала, если кратко сказать, это за творчество. Наверное, это тот показатель, который наиболее раскрывает вот саму сущность ребенка, что он из себя, учащегося нашего, студента будущего, абитуриента. Потому что именно в портфолио он должен показать свою изюминку, вот творчество. Конечно, да, у нас есть олимпиады, они разного уровня. У нас есть проектная деятельность, где ребята показывают свою исследовательскую основу, что они могут, как они воплощаются. И мне кажется, основой портфолио не только все его достижения, вот он накопил, да, но есть. Но в чем-то еще вот изюминка должна быть, что он несет нашему обществу вот ту струю свежую, которая в той или иной сфере, да, могла бы потом проявиться и только обогатить нас. Вот творчество, пожалуй, вот если кратко ответить, то именно это. Угу. Да, пожалуйста. Да. Я бы хотела уточнить насчет повара, про которого сказал Азат. На самом деле, мне кажется, он сказал это в том контексте, в котором он выбирает абитуриентов для Москвы, да, потому что у нас в республике развиты именно филологическая сторона, филологические вузы, а требуется 90% тех, кто сейчас здесь учится, они учатся в технических вузах. Я думаю, что он имел в виду это. Конечно, все профессии хороши, и самая главная функция, мне кажется, нашей ассоциации является именно информационная. То есть, если кто-то хочет получить информацию о вузах и получить возможность узнать намного больше, да, или почему люди стремятся в Москву? Почему? Потому что здесь вузы, во-первых, да, качество образования, конкурентоспособность. Например, пойдет на работу человек, который закончил вуз башкирский, БГУ, например, или МГУ закончил. Конечно же, разница большая. Хоть в любом городе, хоть в республиканском, хоть на российском уровне. И, конечно, в Москве намного больше возможностей, чем в республике. А вернуться никогда не поздно, поэтому я считаю, что вот самая главная функция нашей... Коллеги, уважаемые коллеги, Галина Николаевна, спасибо вам большое за такое проникновенное выступление с сознанием дела, сознанием детишек, сознанием процесса, с любовью к своему делу. Вы знаете, вот мы сейчас на школьном уровне, как бы наша дискуссия вращается. Я бы очень хотел, чтобы после выступления Галины Николаевны высказались те, у кого есть какие-то ремарки. Я просто предварительно перед этим хотел бы поблагодарить Асали Магомеда Алиевича Асалиева. Он сейчас вынужден покинуть нашу дискуссию, аудиторию, у него вручение дипломов, но за то, что он открыл дискуссию, за то, что держал ее рамку, помогал нам с высоты своего опыта, огромное ему спасибо. Тем не менее, у нас еще один, скажем, аксакал присутствует на нашей встрече, да, который потом мы попросим резюмировать, да, подвести итог, а сейчас вот благодарность Асали Магомеду Алиевичу. Да. Спасибо большое, что пригласили. На самом деле было очень интересно, и я очень сильно извиняюсь перед оставшимися коллегами, что не могу. На самом деле у нас сегодня вручение дипломов.
и мне через 40 минут надо в университете быть. Если чем полезным, всегда рад приходить. Спасибо огромное. Коллеги, до того... Да. Всего доброго. Коллеги, до того, как, значит, Ахмед Кадималиевич Юзбеков, профессор МГУ, поможет нам с высоты своего опыта подвести итоги круглого стола, я бы хотел спросить, есть ли у кого еще, ну, на пару ремарок у нас есть время? Да, пожалуйста, Абидат, представьтесь, пожалуйста. Юбова Абидат Керимханна. Я хочу вот именно в сравнении с преподавателем истории обществознания, у меня вот такая возможность появилась сравнить вот именно преподавание в школе московской и у нас в республике, в Дагестане, потому что я буквально год назад только переехала, 23 года проработала в школе там. И я благодарна вам, Галина Николаевна, за то, что вы сказали, что дети, которые приезжают, они действительно соответствуют уровню образования московскому. Потому что действительно учителя в республике у нас, они работают достаточно хорошо. Но, конечно, в результате того, что очень много было нашумевших таких вот эпизодов нарушений в сдаче ЕГЭ, и такая вот отрицательная статистика тоже, да, была. Но хочу сказать, что ЕГЭ, оно дало возможность тем детям, которые действительно способны, у которых есть желание учиться, они получили возможность поступать все-таки в вузы, ведущие вузы страны. Я хочу вот сказать даже один из моих последних выпусков, которые дети в 2009 году, первые, когда сдавали обязательное ЕГЭ, 19 детей из моего класса, все поступили в самые престижные вузы Москвы, Петербурга, Ростова и несколько человек только Махачкалы. И дети, которые... Один из этих выпускников, он 3 экзамена сдал, был 100-бальником по 3 экзаменам. И когда он поступил в Питере, значит, в Петербургский университет, на юридический факультет, и мне было приятно, буквально недавно он приехал, он уже работает следователем, адвокатом, и приехал сюда как раз на процесс. Это было очень приятно. И проверяли его баллы, и все они, да, он соответствовали, да. Это мальчик, который занимал на республиканском уровне постоянно призовые, был победителем Олимпиад. И качество образования, оно действительно есть. Но вот то, что целевые направления, которые с республики выдаются детям, об этом наши дети не знают. Эти целевые направления распределяются, потому что вот таким образом, опять, который мы сказали, по клановости, чьим-то детям, те, кто там работают, они эти направления своим близким распределяют, или же, можно сказать, за деньги их продают, потому что я с этим сталкивалась, знаю эти случаи. И вот этот вопрос как раз-таки надо работать над тем, чтобы этот вопрос, он решался на уровне республики. Я просто была действительно вот благодарна Азату, который выступил. Это действительно хороший опыт, и если наладить у нас в республике, наши дети будут поступать. И поступать не в те филиалы, которые у нас там пооткрывались на каждом шагу, а действительно будут получать нормальное образование. Ведь страх из-за чего? И у меня, как у родительницы, мой сын, когда поступал, он поступил в 3 вуза Москвы по результатам ЕГЭ, ребенок сам хорошо учился в лицейном математическом классе, поступил в 3 вуза, но я, как мама, настояла, чтобы он остался все-таки в военно-инженерном строительном университете, там он под присмотром, в казарме, никто на него не нападет, но пока я сама не переехала, не понимала, да, эту обстановку, и настояла на том. Потому что, да, нужно работать и с родителями, надо работать и со школами, и вот составлять вот эту же базу данных по вузам, где нехватка вот абитуриентов при поступлении, и туда детей по целевым направлениям вот направлять. Так что, думаю, и потом же, вот это же трудоустройство дальнейшее, если ребенок хорошо здесь отучился, он здесь же может устроиться на работу. Не будет такой в процентном отношении большой безработицы в республике, если наши дети будут работать здесь же, может, по тем даже специальностям, которые здесь очень востребованы. Спасибо большое. Спасибо. Еще одна грань этой проблемы.
о которой мы, как представители гражданского общества, не имеем права молчать, потому что это касается каждого из нас, каждой семьи, каждого ребенка. Эти препятствия на пути к самореализации наших детей нужно расчищать. И, по крайней мере, мы здесь на площадке Общественной палаты хотя бы можем артикулировать, проговаривать эти проблемы и обращать на них внимание властей. В принципе, держать власть в тонусе – это задача гражданского общества, гражданских активистов. И каждый профессионал, будучи учителем, будучи преподавателем вуза, будучи общественником, должен вносить свой вклад в то, чтобы наше общество становилось обществом равных возможностей для реализации всех скрытых талантов. Я бы сейчас хотел предоставить слово напоследок Юзбекову Ахмеду Кадималиевичу, профессору МГУ, для того, чтобы он смог с высоты своего опыта оценить все высказанные здесь вопросы, проблемы, подвести какой-то некий резюмирующий итог, возможно ли решить поднятые здесь проблемы, на что стоит ориентироваться нам в первую очередь в решении этих проблем, на какую-то гражданскую мобилизацию в обеспечении возможности детишкам поступать через прямые договоренности с муниципалитетов, с вузами, или все-таки позволить взяться за решение проблемы более полного использования целевых мест, или взяться за проблему повышения качества образования на местах, потом еще одна проблема – это, естественно, адаптация наших детишек, приехавших из регионов в московских, столичных вузах других центральных городов России. И, естественно, как с подобными проблемами работают в МГУ. Ну и напоследок наставление нам, молодым. Нажмите, пожалуйста, кнопочку на микрофоне. Дело в том, что запись идет. Нам нужно будет потом за расшифровку взяться. И так далее. Это вообще интересно. Вот. Я хотел обратиться к Руслану и Гусейну. В плане того, что для меня это приглашение было, честно говоря, не то что неожиданностью, но приятной неожиданностью, я признаю. И, в общем-то, я знаю, что эти ребята работают очень, в общем-то, долго в этом направлении и плодотворно. И пласт тех вопросов, которые вы решаете, он, в общем-то, заслуживает внимания. Спасибо вам и успехов, естественно. Теперь, когда вы сказали, что с высоты моего опыта, опыт у меня не такой уж большой, он всегда маленький. Но я надеюсь, что еще будет возможность этот опыт, в общем-то, как бы усилить. То, что, друзья мои, я вас сегодня вижу, это разный контингент и в качественном, и в количественном, в общем-то, аспекте. Как бы вызывает у меня, радость в каком плане? У всех своя точка зрения. У всех, то есть вопросы такие, что когда же что-то мы примем за основу и что-то мы сможем сделать. Поскольку почему проблема гражданского общества? Тот вопрос, который мы сейчас затрагиваем, он иногда, в общем-то, заговаривается. Вы извините меня за это, поскольку я сегодня уже на третьем таком неожиданном для меня круглом столе по полисетевым, то есть образовательным системам. Но, тем не менее, если я что-то скажу, не то, что вам придется по нраву, я прошу меня извинить. Хотя бы потому, что я аксакал, да, Руслан? Но я это самое. В общем-то, когда работаешь со студентами, всегда хочется оставаться молодым. Во-первых, итак, Галина Николаевна, да? Я в смысле в организационном аспекте. Можно было, в общем-то, вам представить слово сегодня, в начале, и далее, в общем-то, организовать, в общем-то, дискуссию. Поскольку вы так глобально, в общем-то, красиво, я в широком смысле слова, охватили эту проблему, для того, чтобы можно было, в общем-то, организовать дискуссию. Это первое. Второе, значит, что касается профориентационной работы. Я экспромтом, поскольку в экспрессном аспекте я перечислю те моменты, на которые надо обратить внимание. На что надо обратить внимание? Профориентационная работа. Былые времена, была так называемая профориентационная работа, это во всех регионах, ездили в школы,
агитировали, каждый вуз агитировал поступить к себе, в общем-то. У нас самый хороший вуз, у нас какие-то перспективы и так далее. Друзья мои, давайте договоримся так. Ушло то время. Сейчас время полисетевых технологий. Сейчас единственная проблема заключается в том, что мы находимся в информационном вакууме в некоторых регионах и в школах. В каком плане? Вот представьте, если взять, к примеру, нашу республику, малую родину, как Руслан правильно назвал, Дагестан. В горных аулах, ну, вы знаете, не везде, наверное, есть компьютеры. Или если есть, они не работают. Вот. А если включат, это хорошо, можно кино посмотреть, что-то и так далее. Будем об этом говорить, потому что эта работа требует, в общем-то, своего совершенства. И чтобы они, дети, получили информацию о ведущих вузах, допустим, Москвы и так далее, поскольку у нас в повестке дня случилась такая проблема. Необходимо вот этот информационный опыт ликвидировать. Это вот второе. Ликвидировать информационный вакуум. Третий, значит, момент. Сегодня нам демонстрировали прекрасную семью, которая в силу определенных причин ради образования своих детей переехала, в общем-то, в другой регион, чтобы они получили качественное образование. Я прекрасно помню былые времена, когда в Дагестане Дагестанский медицинский институт выпускал классных, можно сказать, врачей, были классные школы, у нас классные, в общем-то, хирургические научные школы, о которых мы никогда не забудем, в общем-то. И 70% врачей на северо-западе, это Новгородская, Тверская и другие, в общем-то, области, были обеспечены врачами и выпускниками из Дагестанского мединститута. Они сейчас, естественно, достигли определенного, в общем-то, опыта, возраста, но мне кажется, вот медицина пока держится вот на таких земских врачах. Почему? Потому что, да, качество образования не только в регионах, но в большинстве регионов оно, в общем-то, не то. Спрашивается, почему? Вот на что надо ответить на вопрос. Почему? Как говорят, не место красит человека, человек красит место. Вот здесь прозвучали такие, в общем-то, и высказывания, что вот приходят на работу два выпускника, МГУшный и БГУшный, и выбирают МГУ. Я не знаю, какой работодатель, в общем-то, обращает на это внимание. Вот понимаете, в чем вопрос? Любой здравомыслящий, в общем-то, руководитель любой компании, сейчас очень много таких собеседочных, в общем-то, моментов имеет место и в Москве, и везде. Это не означает, что если ты МГУ закончил, ты должен знать все, то и так далее. Да, я говорю, МГУ – это бренд, это вуз, куда стремятся все, где, в общем-то, колоссальная база для развития. Я говорю, знают об этом все, и не моя сейчас задача заключается в том, чтобы вот рекламировать МГУ. Сюда идут все, со всех регионов. Это, в общем-то, надо поставить и другой вопрос. А все ли устраиваются на работу? Проблема, в общем-то, есть и в МГУ, и в других, в общем-то, вузах. Вот только надо обратить внимание вот на качество образования на местах. Едут сюда. Говорят, вот здесь, там плохо готовят, а здесь, в общем-то, более-менее. Я знаю очень много студентов, которые во всех вузах, мне приходится иногда читать некоторые лекции в других вузах, но тем не менее есть студенты со всех регионов. Но студенты везде одинаковые. Вот поверьте моему слову, одинаковые студенты. Есть студенты, которые что-то хотят знать, есть, которые, в общем-то, только для образования. Вообще я себе иногда такой вопрос ставлю. Зачем плодить нищету с высшим образованием? Если нет работы, найдите какую-то специальность, ту, которую, в общем-то, в эпоху, в общем-то, рыночной экономики приносит какую-то прибыль, заинтересованность. Выберите ее. И зачем пустую тратить эти 5 лет? Это то, что вы находитесь под прессом кого-то, родителей и так далее. Нет, по-моему, от этого надо отходить. И, по-моему, молодое поколение этому не надо учить. Времена уже Макаренко как таковые, они уже проходят. Они сами знают, что хотят. Или юристы, или экономисты. Но нет других специальностей. И что? Перебор. И никому они не нужны. Им приходится переквалифицироваться. Вот о чем идет речь. Теперь о конкретных шагах, что делать, допустим, в МГУ. МГУ в плане какой-то агитационной работы, чтобы абитуриенты могли поступить в МГУ. Прекрасно, наверное, знают об этом все, наверное, школьники знают. Если не знают, я думаю, что узнают.
перспективе. Схема поступления очень простая. Система олимпиад. Покори Воробьевские горы, Ломоносов, начиная с 9 класса. Прошел ты эти туры, ради Бога, кто бы ты ни был. Или из Дагестана, или из Башкортостана, откуда угодно. Если у тебя есть мозги, я прошу прощения, ты поступишь. Вопрос олимпиады, они, в общем-то, в интернете. Выложены все, от А до Я, все. Там никакой, как вам сказать, никакой знакомство там здесь, в общем, не помогает. И более того, хорошо, вы сдаете ЕГЭ, вот сейчас, как Галина Николаевна говорит в школе, по выбору, наверное, приезжайте в МГУ с баллами. Я ничего плохого не хочу сказать о баллах, которые набирают во всех регионах. Но вы приезжайте, будьте добры, вот правильно говорят, закончил школу в Дагестане, где-то в регионе, докажи. Еще раз говорю, не все, не надо всех, в общем-то, по одну гребенку. Я категорически против того, что когда говорят, что в регионах набрали большое количество баллов, приходят они все такие. Нет. А если так, я могу фактами доказать. Можно набрать большое количество баллов в Москве, эти баллы не соответствуют тем, что получены там. Такие моменты тоже есть. Об этом не надо нам забывать. И поэтому, если вы приезжаете с высокими баллами, докажите. Почему? Потому что у нас есть письменный профилирующий экзамен. Один. Вы знаете, наш ректор очень в этом плане проводит мудрую позицию, я бы сказал, в каком плане. Проводит контрольное тестирование по математике на своем факультете в первом семестре. 70-60% не пишут эту работу по математике. Но они там. Идет отсев. Ничего особенного нет. И ради Бога, поступайте тут. А вот что касается целевых мест, ну, наверное, возможно, таковые есть. Но согласитесь, это какой-то процент, мизерный процент, по которому мы идем вот, в ведущие вузы, когда говорят вот ГИМО, вот брендовые такие вузы, куда, в общем-то, по направлениям и так далее, в крайней необходимости. Я помню, вот такая традиция была еще в эпоху Советского Союза, вот пишет, в принципе, руководитель республики, в связи с необходимостью подготовки кадров для национальной там, окраины, там, по отсутствием того-то, того-то, просим принять того-то. Вот такое письмо. Ну, это как бы, ну, понимаете, может, когда это как-то имело какой-то смысл. Сейчас этого смысла в этом, в принципе, нет. Поступить может каждый. Оставим этот процент вот, по целевым назначениям. Тут, я думаю, что об этом проценте говорить не стоит. А теперь конкретно, что мы делаем в МГУ. Сейчас на основании договора, подписанного между нашим президентом Рамазаном Гаджимурадовичем буквально 2-3 месяца назад и Московским университетом, мы подписали такой договор, организован при участии МГУ Центр дистанционного образования. У нас есть в Дагестане, сейчас, в общем-то, функционирует как посредник между МГУ и образовательными структурами в Дагестане. Мы транслируем, то есть условия. Если кто-то хочет более по расширенной программе, ну, в общем, мы можем проводить и так. Опять-таки говорю, если на местах не будет организована эта работа, то эффективность ее будет нулевая. На местах. То есть учителя, для меня вот учитель, это можно сказать, это то звено, куда, в общем-то, направляются, в общем-то, все стрелки. Если учитель будет чувствовать себя как-то, или он не отвечает, в общем-то, свой профуровню и не заинтересован в этом, мы ничего не сделаем. Никакой работы и так далее. Надо, когда заинтересовать учителя или ввести их в переподготовку. Когда говорят престиж учителя в каком-то широком таком смысле слова, на местах. А на местах вы знаете, какая ситуация. Отвел свои часы и все. Школьник приходит домой, и на этом все это заканчивается. Каким образом начать в общем, вести, в общем-то, эту агитационную работу? Да, это актуальная, в общем-то, проблема. Если там, где нет интернета, давайте газеты, журналы. Вот раньше я помню, вот когда мы учились, заочно-математическая школа по физике в МГУ, химию МГУ, биологию МГУ. Было такое? Наверное, вы помните, по примеру родителей. Вот мы заканчивали, учитель не мог решать эти задачи на двойке. Мы приезжали сюда и не могли заканчивать эти школы. Были такие задания на страницах газет. Информировать именно школьников таким образом. Поэтому, вот исходя из этих, в общем-то, моментов,
Я бы сейчас призвал, вот, что касается вот, региона, допустим, Дагестана, чтобы учителя могли воспользоваться этой возможностью и получить какое-то качественное вот, ну, такое образование по своему профилю, вот, используя этот центр дистанционного образования, который сейчас, в общем-то, функционирует в Дагестане. Вот. Ну, я прошу меня, в общем-то, извинить в том плане, что вопросов, конечно, много, но тема действительно она актуальная, очень громоздкая. Хотя бы всем спасибо, то, что собрались и вот так эти проблемы обсуждаем. Ну, что делать? Время другое вот пошло, время другое. Но убегать из регионов не стоит. Я категорически против этого. Образование надо уровень поднимать там. Если вот судить о Дагестане, у нас трудоизбыточный регион. Вот говорят, все сюда приезжают. Ну, нет работы, а что делать? Приезжают, ну, значит, негде устраиваются, а не так, что там нельзя устроиться то на работу и так далее. Или же по клановой системе устраиваются на работу. Если человек толковый, есть такие дети, это значит не все дети работников или чиновников, они не отвечают требованиям. Если есть у них подходящий образ, пусть работают на благо республики. Провести реестр, допустим, востребованности кадров, организовать хотя бы какие-то аттестационные комиссии при том же Министерстве образования, при правительстве региона или Дагестана. Почему это нельзя делать? Вести ничего нельзя. Вот, допустим, вот у нас по гражданскому обществу, так, Руслан, я понял, да? Вот при правительстве, вот, как говорят, открытое правительство, вот должна быть какая-то преемственность. Молодые должны сменить, допустим, более, более взрослое, допустим, поколение. Почему это нельзя предложить? Уже на уровне, на высоком уровне. На конкурсной основе. А если, конечно, там все происходит, уже насколько укоренилась вот клановая, как мы говорим, система, его ничем пока не искоренить. Ну, не искоренить, потому что это просто невозможно. Как-то, знаете, очень трудно там что-то вот делать. Как говорят, зяблевую вспашку надо проводить, чтобы заново что-то начать. Спасибо. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам. Так что, если чем-то мы сможем в чем-то помочь, в плане повышения, помощи учителям в этой работе, мы сможем подключиться. Спасибо большое, Ахмед Кадималевич. Мы сегодня, уважаемые коллеги, затронули достаточно широкий пласт проблем, рассмотрели их и на школьном уровне, и на вузовском, и в общественном поле, подключили к дискуссии фактически 4 региона. Мы ждали сегодня, что выйдет к нам с Башкирии тоже в прямой эфир по телемосту общественный активист, но какие-то технические проблемы нам не позволили. К сожалению, не смог сегодня выступить представитель московского ГУВД Олег Олегович Соколовский, полковник московской полиции. Но, видно, он посчитал, что проблемы все решаются общественными активистами, поэтому не стал вносить некую силовую составляющую в нашу дискуссию. Я в огромной степени благодарю каждого участника, который позволил соткать полотно сегодняшней дискуссии и составить полноту картины проблем, которые перед нами стоят. Я думаю, что итоги этой дискуссии лягут в основу разработки ряда рекомендаций для государственных структур, для образовательных учреждений, в том числе для общественных активистов и работников муниципальных структур в регионах. Потому что каждое выступление фактически можно растаскать на цитаты и рассылать по регионам для того, чтобы показывать им возможные механизмы, возможные модели решения проблем, существующих в данном поле. Коллеги, еще раз огромное спасибо, особенно за самые эмоциональные выступления, которые позволили такую, знаете, теплую дискуссионную атмосферу, фактически семейную, близко родственную, и, скажем, между коллегами сложилось такое очень приятное взаимодействие. Я надеюсь, впереди у нас еще много встреч, поскольку задач у гражданского общества в нашей стране достаточно много. Спасибо вам огромное. До следующих встреч.